Так, трансляция. Так. Ой. Так. Так, бюстикюэль Масера. Добрый вечер, дорогие мои подписчики. Давно нас не было в эфире, но, так сказать, надеюсь, слышно хорошо, видно хорошо. YouTube сейчас у нас подключен. Так, Ибраим, звук мою, хэштуй. Так. Видно, слышно хорошо. Дайте знать. Валейкум ассалам. Так, друзья, так сказать, у нас информация. У нас новый валейкум. Ассалам алейкум. Мы в эфире. Валейкум ассалам. YouTube подключен. Все, кто хочет аудио вопрос задать, у нас подключен и, так сказать, телеграм-канал, если кто-то желает по телеграм-каналу задать вопрос. В основном, надеюсь, что сегодняшний вечер будет позитивным. Плохо видно, плохо слышно. Что я тебе могу сказать? Если тебе плохо видно, плохо слышно, обратись к окулисту и к ухо, горло, нос. Возможно, тогда у тебя эти проблемы перестанут тебя доставать. Итак, друзья, у нас был такой перерыв небольшой с расчетом на то, что меня попросили некоторые наши братья, сказали, что если вдруг у нас есть какие-то проблемы, мы пытаемся между собой пообщаться, решить их для того, чтобы более позитивно проходило. Итак, наши братья попросили, сказали, давай посмотрим, что будет, если мы будем заниматься только своей историей, заниматься только реальной наукой, не заниматься опровержением и так далее и тому подобное. Возможно, некоторые наши войнахские, так сказать, братья попросили, что на самом деле, если это так, станем причиной того, чтобы каждый занимался только... Так, надо беззвучно поставить. Каждый будет заниматься своими делами. Вы знаете, что резко сократились часы вещания. И мы постарались максимально заниматься только своими, так сказать, делами. Точнее, своей историей. Итак, друзья, что же за это время произошло? Какие позитивные изменения? Для начала хочу вас ознакомить всех с новыми, так сказать, пополнением в нашу работу. Это великолепные работы и великолепные учебные пособия от наших братьев, которые помогают нам. И вот мы приобретаем такие великолепные книги. Вот такая вот книга. Книга называется «Археологические раскопки на Северном Кавказе». Сборник из избранных научных работ Сергея Борисовича Буркова. Статьи, материалы, рецензии к 60-летию со дня рождения. Вот такая книга, Махачкала, 2019 год. Вот здесь в основном вся работа по археологии. Само собой, эта книга нам необходимо для развенчания различного рода сплетен, сказок о том, что кому что принадлежит, где что раскопано и какой, как говорится,
культуре это относится. Вот одна из этих книг. Показываем еще раз. Вторая книга. Многие, вы знаете, занимаются, и у нас очень часто бывают вопросы по непосредственно куро-аракской культуре, про Урарту. И поскольку у нас есть необходимость в материалах, научных материалах, мы приобрели и тоже для работы, касающейся непосредственно нас, вот такой вот материал для работы. Называется «Урартский колумбарий у подошвы Арарата и куро-аракской энеолит». Вот такая вот книга. Это у нас непосредственно по Урарту и куро-аракской культуре. Это вот второй, так сказать, наш книги, которые мы будем использовать в нашей работе, дабы развенчать некоторые сказки нордийских сказочников, алейкум ассалам, также и приводить документы, научные работы и статьи ведущих ученых в области куро-аракской культуры. Итак, и вы знаете, я очень часто использовал в работах, но до этой книги дело не доходило, хотя на этой книге есть великолепные статьи, научные статьи. Одна из самых, так сказать, богатых книг, которая непосредственно рассказывает об археологическом наследии Северного Кавказа, в принципе Кавказа. Это археологическое наследие Кавказа, актуальные проблемы изучения и сохранения. Крупновские чтения. Вот такая вот великолепная работа, чтобы было видно. Это книга, из которой мы тоже, благодаря вашей поддержке, когда вы поддерживаете наш канал, мы можем, так сказать, работать и приобретать данные работы. Итак, и последний, но не последний в списке, один из прекраснейших работ о чеченце, о Нохчу, который многие знают как прекрасного художника нахчийского происхождения. Мы много раз печатали его, публиковали о нем статьи. Башлам вопрос: Ташав, Учар, Кунт, Хаджи, они были кумыками? Нет, не были кумыками. Ни один из них не был кумыком. Итак, на вопросы я сейчас отвечу, быстро проведем то, что мы приобрели, то, что нам подарили. И наш великолепный Нохчу академик Петр Захаров. Вот такая вот книга. Огромная благодарность моим подписчикам. Это непосредственно наша сестра. Здесь все произведения Петра Захарова. Здесь великолепные картины его. Такая очень богатая книга. И у каждого достойного чеченца она должна быть, поскольку мы много говорили, много раз публиковали документы о том, что Петр Захаров является чистокровным чеченцем. Ну, так получилось, что в детстве его, как вы знаете, после уничтожения села забрали и воспитали в России, в Петербурге. Итак, еще раз, Петр Захаров. Академик Петр Захаров. Археологическое наследие Кавказа. Монолитные работы. Урартский колумбарий у подошвы Арарата. Археологические раскопки на Северном Кавказе. То есть, чтобы лишний раз у наших недоброжелателей не было желания, так сказать, злорадствовать, откуда у нас появились эти документы и так далее и тому подобное, мы лишний раз будем вам оттуда нарезки, все, что касается нашего народа, показывать. Итак, один из братьев специально из Москвы приехал и подарил мне, привез другие книги. Я хочу вас с ними ознакомить. Вот. Это непосредственно книги, которые нам
привезли. «Мир чеченцев», 19 век. Вот такая вот книга. Вот. Зарема Ибрагимова. Мы посмотрим, какие здесь есть очень много моментов. Мы знаем по работе ее. Но максимально ссылками, какие документы можно использовать, какие архивные документы использовались. Если это достоверно, то мы будем обязательно доводить до вас. Иншаллах, вы увидите в наших новых статьях много нового чего интересного. Вот такая не тонкая, я скажу, книга «Мир чеченцев, 19 век». Итак, дорогие друзья, следующее мне подарили братья из тейпа, исконно чеченского тейпа Эльстанджой. Подарили вот так работу ныне покойного Гарсаева. Да, мы знаем, мы делали пост, когда как раз таки после кончины первым ушел наш любимый историк Хасан Бакаев. Через небольшое время Буайсар Саркиев, потом Гарсаев. И хотелось бы вам показать вот такая великолепная работа. Здесь про тейп Эльстанджо. Но вы знаете, что я потихоньку собираю про все тейпы, которые есть, исконно чеченские тейпы. Вот такая хорошая работа. Конечно же, многие вещи из этой книги я, так сказать, подвергну критике. Почему? Потому что для меня важность книги заключается в том, чтобы описывали весь тейп. Не в лицах его, то есть не приверженцев там, этого, принадлежности к этому тейпу, а непосредственно то, что касается про этот тейп, про древность его, о том, что Эльстанджой произошли от Элса. Элс вышел из Нашхи 11-12 веках из Нашхи. То, что он поселился в этой области Эльстанджой. Там же находилась родовая гора и находится до сих пор Эльстанджой. То есть вот эти моменты, они очень важны в истории нашего народа. И если мы в совокупности будем собирать, и те, люди, которые публикуют документы, а это академические работы, здесь рецензенты очень хорошие, не только представители нашей национальности. Огромная благодарность тейпу Эльстанджой, которые подарили вот такую книгу про эльстанджинцев. Также я буду благодарен, если подписчики мои, если у вас есть непосредственно книга про ваш тейп, вы прочитали, и у вас их несколько, если вы будете давать, я непосредственно буду ознакомливаться с этими книгами и в дальнейшем в наших эфирах доводить до вас, что же интересного есть, подчеркивая про исконно чеченские тейпы, кому они принадлежат и какова роль этого тейпа в истории общем Нохчи народа. Для меня самое важное, что важно, в первую очередь, что мы мусульмане, альхамдулилля. Второе, что мы новчи. Третье, что относимся к этому вару, димту или тохуму. Четвертое, что мы относимся к этому тейпу. Пятое, уже к этому селу, фамилии, гару, некой и так далее и тому подобное. То есть должна быть четкая градация для всех людей, чтобы вы понимали. Вот, так что вот такая книга Эльстанджой, если кто-то не в курсе, но я думаю, что скоро, иншаллах, Эльстанджой хочу довести прекрасную новость, насколько я знаю и знаком, у нас скоро будет восстановлена, так сказать, возрождена башня на родовой горе Эльстанджой, что имеет огромное значение, поскольку там есть башни. В этой области уже восстановили свои башни. Тейп, мой родной тейп Эшбатой, тейп Чармой построили, там восстановили свою башню. То есть уже в этой области все башенные комплексы, которые были, они потихонечку у нас, как мы знаем, понемногу все восстанавливается, возрождается, и это очень радует. Так, и конечно же, мне очень радостно, всякую ложь, которую начинают люди нести, чтобы ее опровергать, если мы будем. Еще раз повторюсь, если у кого-то есть книга про его тейп, не в единственном экземпляре, который вы хотите, чтобы я использовал, у меня уже есть про тейп
У меня есть протейп Тирвай, великолепная работа терлоевских историков, мне очень понравилось, это просто великолепная работа, вот и теперь вот, так сказать, да, вот я Берт Кьюэлл, Эльстанджуай, да, я очень рад, что что вы собираетесь восстановить свой башенный комплекс, построить рядом с ней мечеть, да, это большой праздник для всех. Почему, поясню вам. Еще раз, чем больше каждая разрушена в этой области, огромное количество башенных комплексов разрушено. Буквально вчера я наткнулся на статью про тейп Энгной, и в одном из только селений тейпа Энгной было уничтожено до 10 башенных комплексов, среди которых были 3 боевые башни. Они уничтожены еще во времена имама Шамиля. Хотя не Шамилем, а во времена боевых действий. Вот такие моменты. А сегодня там остались, кроме груда руин, камни, вы знаете, там на вес золота. Камни не оставляют, разбирают, сразу строят и так далее. Но это в истории прослеживается не только в ичкерийском обществе, это было и в шатойских обществах, и в чеберлоевском обществе. Поэтому в Чеберлое просто-напросто, в Шаро и Чеберлое проблем с камнями нет. Чтобы было понятно, там великолепный камень, он настолько ровный, его просто-напросто две стороны, если расколоть, он прямо ровный, цельный, прямо как кирпичи уходит. Я, поскольку там был, я знаю, наблюдал, проверял, прямо такие кластерами лежат. То есть башенных комплексов было огромное количество в этой области. И что самое главное, я вам сейчас еще один момент покажу, я думаю, вы будете рады. Огромная благодарность моему подписчику, старому волку, алироевскому волку Шепау, который предоставил нам великолепную карту, которой я вас ознакомлю. Вот, ну, давайте закончим. На вопросы, Ибрахим, я на вопросы отвечу. Ассаламу алейкум. Башлам, атайп. Башлам. Смарт собардила. Ассаламу алейкум. Ассалам собардила. Башлам, атайпы Энгиной и Эшбатуй не могли быть одним тейпом в древности. Я слышу, они сами близкие родственные. Тейпы Энгиной и Эшбатуй, они на самом деле от одного отца. Поясню вам. Расстояние между общими предками Энгной и Эшбатуй 500 лет. А между Энгной, Эшбатуй и Гуардлой и Шоной 1000 лет. 20-й отец Энгной у нас был общий, с Гуардлой и Шоной был 40-й отец общий. Так показывают последние ДНК-анализы. Так что, иштумду. Смарт, охат тарчима ацарца? Смарт. خاطر داتر ماشلو ماسو دير ماشلو مقشعي Да, что, альхамдулилlah. باشلام سمتام элистен джой нис дуат сахиятун элистен джхой Нет, смарт. Инстаграм чуавуйгенси, ютуб чуавуйо. Посмотри на эту книгу. Они именно себя... Телеграм чуаву. Ах, собардел. Очень мы с камер халла турюхом. Согу шуйонниц. Смарт. Телеграм чуаву шуац. Асхалам латина. Продолжить. Гушуй гинц. Хинц гушпуа, хинц гуш. И кеншкта язина гуштую. Элистанжуайн мок. Гойон. Видно? Там зеркальное отражение, видишь? Элистанжуайн мок. Но, чтобы... Собардела, а сразу алкиету верчонсу, чтобы ты понимал. Я с ними разговаривал по этому поводу. Эльстанжхуайн мок эль-ас-эльчхайнаха. У меня очень хорошие взаимоотношения с ними, с тейпом Эльстанжой, как и со всеми остальными. Но я хочу сказать, они мне очень, так сказать, их взрослые непосредственно представители сказали, что собардилаш в эфире они сказали, что правильно говорить Элистанжой, не Элистанжхой, а Элистанжой. И именно они поправляют. Я не могу называть имя по-своему, поскольку именно эти люди себя называют так. Точно так же, когда мы говорим Терлой, они тоже меня поправляют и говорят
эрлуайдац, тхо тирвайду. Поэтому я говорю именно так, как они себя называют, тирвай. Их называю эльстанджой, так как они сами называют. Также харачой, когда я назвал хорачой, харачой именно через аду шеш аль-алаца, я не могу изменить того, что так как они сами себя считают смарт-смарт. Поэтому мы знаем, что Гарсаев Лечи был непосредственно ученым. Eens yazan da khoi ishe we tapen niist eyaze tsara ashnah bu ashtishio. Сотеш, но Академия наук, рецензент, человек, я не могу, понимаешь, это непростой человек, да, Герст Уэлсон. Если бы... Кипта, бо, за Элистон Джухой, Хой, Мадеева, Масана, ты نشان تحقیقش ده خوی از خودش از قصد نشانه تحقیقش ده من هست ما عصبه قطعه قطع علاوه سمارت وعليكم سمارت وعليكم سلام пешко собор дела ваша смарт чтобы было понятно понятно так правильно Элистон Джойбах Элистон Джой бучваш чтобы было понятно смарт войшимо идзан хойдари. Вообще, Дзанхуай, они писались даже не с буквы «З». Джамирзаев Саламус, Язин Белш Дяшхардуа, он говорит, что правильно говорит «Дзандахуай аль-Дусика», «Дехалгадош халдиештари», что это древний тейп Дзурдзуки, который трансформировался уже в название, и об этом подчеркивают и подтверждают и название, и тейп Дзандхуай, Дзурдзхуай, и это все подтверждают грузинские ученые. Это есть его в книге Саламу Джамирзаева, если ты он газела, а сиздагойтуны, ер книги онара Джамирзаев Салманы. Душион? Видно? Смарт. Гушу. Хер книги онара. Это книга 2002 года. Очень хорошие работы. Это только научные работы, не фантастические. Он сам доктор исторических наук. Здесь целый ряд пляда доктор истории Меликашвили, Георгадзе, Пицхалаури, Гасвяни, Черешвили. То есть их человек 10, которые это полностью подтверждают. Они стали рецензентами, они это полностью подтверждают и говорят, что вот в этой книге и указывается четко, кто такие дзурдзуки и кому они относятся и откуда это было все. Поэтому я это зачитывал, ты слышал, наверное, это в эфире. Вот такая вот ситуация, поэтому я, честно сказать, не противник того, что ты говоришь. Смарт, дари халгадол. И дадек на бахцар. Халгадол. Да, хазон. Халгадол, дадек на аттания. Именно зант хой алдит на бахца. А хил дешта да зант хой хил дешта. Дук, просто очень дук. Очень древний тейп. Итак, смарт акума лайча мацар. Давай продолжим, я закончу по книге. Дерезка балсидвал сунчо дикхетон смарт хайнца подписан вош эфиря вош. Пешхо. Связь ауё. Князь Черкесский. Что с тобой происходит? Ты почему эфиры остановил? Мораторию нет. Коротко только, я пока сейчас не закончу. Что с тобой? Есть новости хорошие? Конечно, есть хорошие новости. Ты думаешь, куда я пропадаю? Хорошо, мы продолжим. Главное... Хорошо, мы продолжим. У меня есть очень хорошие архивные книги, французские, да? Так. Именно такие архивные, хорошие, древние книги. Ага. Я сообщался сейчас очень сильно с кельтами, там, с Ирландией, Шотландией, тут людьми я сообщался конкретно, мы вместе работаем, переводим, да. Они свои предания говорят. Я свои предания привожу женского. Ну, а есть у нас, есть параллели, совпадения есть сильные? Конечно. Хорошо. Пешко. Слушайте меня внимательно. Пешко. Подожди минуту, дай мне закончить 3 книги. Все. Хорошо? Я сейчас и веду трансляцию, я покажу остальным. Так, смотрим. Так. Подождите. Здесь быстро ответим на ряд вопросов. Так. Сейчас быстро мы ответим. Я думаю, что это всем важно и нужно знать.
Итак, Башлам. Какую роль играл тейп Шонуай в Аланском царстве? Играл огромную важную роль. И мы знаем, что именно благодаря тейпу Шонуай, который сегодня найдено в Бесланском захоронении ранее аланского периода, найденный военачальник по ДНК показал ближе всего исконно чеченскому тейпу Шонуай. Об этом уже должно понять. Как и все, Шонуай тейп, он мало того, что он исконно чеченский, он очень сильно и Шонуай, и Энгнуай, и Вардлуай, и Эхшбатой, эта гаплогруппа с аланской культурой очень сильно связана. Поэтому не просто так и Шонуай к себе притягивают, и Эхшбату к себе притягивают. Почему? Потому что найденные захоронения, те, которые можно сдать на анализ ДНК, они показывают именно в первую очередь, ближе всего, к чеченским тейпам. Поэтому, думаю, я на вопрос ваш ответил. Можете проверить, если это считаете недостаточно. Башлам, у меня книга о Гази Хажи, но я не помню, кому ее дал прочитать, а то, походу, и забыл, что ее у меня попросил. Сожалею. Так, дальше. Ханалин Адца Ита. Да, Саэль Ханалитина. Башлам, такой вопрос. Чеченские общества свободно спускались на равнину и селились там. Но ингушей переселили только с помощью русских генералов и под прикрытием русских укреплений. Но я бы не сказал, что мы свободно спускались. В первую очередь были боевые действия, была реконкиста, это однозначно. Что касается насильственного переселения чеченцев, оно тоже было, но правда позже, в 19 веке. Мы знаем, как появились на мирные чеченцы Тяркистенышбуй, Бейно Юртари, Тигар Болзант, Уай Чармуай Тяркистя. Они были ярые воинствующие тейпы, их потихоньку после завоевания их переселяли туда, чтобы утихомирить горную часть Ичкерии, и таким образом у нас... Нет, я не говорю, что там раньше не было, еще до мирных были, но там были более западные части Чечни. А после этого появились все восточные тейпы и тоже в этом промежутке. Поэтому, что касается ингушей, ну, было ли их раннее переселение, они говорят о каких-то калканцах, но, опять же, какие-то захоронения, что-либо нету, ничего подобного нету. Там, более так, 14 периода, 14 веков, 15 веков. Я не знаю, Аллаху алим, были или нет, но, опять же, если взять ДНК-анализы, которые есть, если первый ингуш из больших тейпов ингушских появились в X-XI веке, то... Чтобы было понятно, буквально через 200 лет кого-то поселить, оставив родные ингушские там, да, горы, Джайрах оставить, родовые земли оставить и отправиться туда на север селиться, не было никакого, в принципе, не было никакой, так сказать, важной цели. Зачем? Какой смысл, когда вас не так много, вы на своих землях? Что касается большого переселения, уже в Тарскую долину, уже переселение на Несери, ну, есть об этом документы в этой книге. Вот так, чтобы было понятно, от себя ничего не берем. Вот книга, она называется «Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе в 19 веке». Здесь четко описывается, когда, в каком веке, при поддержке кого спустились на плоскостные территории, как заключали, подписывали договор, или договоры, как там, акт присяги, или как угодно, каждый пускай называет. И вот таким образом они поселились внизу. Да, до них, конечно же, с позволения кабардинских, адыгских и чеченских, непосредственно то, что есть в документах, да, военачальников, таких как Бейбулат Таймиев и кабардинских князей, далее разрешили после принятия ислама, что они примут ислам, что они будут строить мечети, позволили им спуститься в область Несери, так называемую, да. Ну, по крайней мере, на документах так написано. Это не моя инициатива, раз вы спросили, я вам отвечаю. Вот. Там и про тейп были записки. Так, ну, того, что нету, зря сейчас не говорите и меня не дразните. Я бы тебе дал ее, но жаль, ну, понятно. Того, что нету, уже не дашь. Ассаламу алейкум, башлам, ва алейкум салам, тейп. Энгнуай, про это я ответил, что у нас общее. Там дальше читаем. Говорят, что у предка тейпа Чинхо ингушские корни, что у тейпа Оздо Чинхо один предок. Можешь про это рассказать? Ну, во-первых, я не могу тебе сказать, что у Чинхо ингушские корни.
это недостоверно на тот период, тем более. Чтобы ты понимал, Чинхуа это исконно чеченский древний тейп. То, что мы в то время были одним народом, и Чинху остался там, где есть, и всегда существовал, а Оздо и Тумхо перешли чуть дальше и поселились в Горной Ингушетии, это вполне вероятно, и никто этого не отрицает. Если между нами родство, я думаю, что это глупые вещи. Некогда, буквально недавно, еще лет 300 тому назад, единый народ по различным, так сказать, религиозным, политическим моментом раскололся, превратился в два народа. Потом ты спрашиваешь, у них общие ли корни? Конечно, общие корни. Там есть еще один брат, которого по разным преданиям, по легендам, кто-то говорит, продал в Грузию. Это знаменитая фамилия Казбеги, кажется, если я не ошибаюсь. Да? Вдруг, если я как-то неправильно говорю, прошу не обижаться. Но Чинхуа это исконно чисто чеченский тейп. И прошу вот эти сказки, байки, что у них ингушские корни, в то время не было никаких ингушей, чтобы было понятно, как название, политического названия. Когда я говорю, многие обижаются. Я не говорю, что их предков не было, но названия ингушей не было. И ангуштовцев названий не было, поскольку Чинхуа древний тейп. Поэтому то, что у них общие предки, это ничего такого. У нас у всех общие предки, у Нохчи и Гала. Мы, по сути, один народ. Потом просто немножко кукушка поехала, каждый захотел по отдельности жить. По крайней мере, так говорит история, если простым бытовым разговором довести до вас. Кто-то решил себя отдельно назвать, потом хотели и дальше, по сегодняшний день хотят дробить этот единый народ, разделить на какие-то. Норнийцы как раз таки работают над этим, без разницы, с востока и запада. Допустим, восточные норнийцы пытаются сказать, что акинцы, то есть те, которые проживают, часть Нохчи общества, назвать их отдельным народом. Доказательства тому уйма, даже то, что пытались написать на метрических, когда родился ребенок у нашего брата из Ауха, они написали «отец акинец, мать акинка». А когда он поднял панику и сказал, что нет такой нации, мы чеченцы Нохчи, она сказала, простите, мы не знали и так далее. И это не один случай, его много раз. То есть они тем самым хотят показать нам, если они скажут, в чем суть, в чем соль, они хотят показать, если они акинцы отдельно, чеченцы на них обидятся и не будут им покровительствовать. И дальше мы их задавим, сделаем очередным, поскольку, как и в Дагестане их большинство, они станут мононациональной, то есть, точнее, они станут маленькой обществом, которого можно подавить более сильным, авторитетным обществом, которое проживает в соседнем регионе. Вот для чего все это делается. Как это происходит там, допустим, с нагайцами или с другими остальными малыми народами, которые там есть, басаранцы, удины и так далее и тому подобное. Для этого они пытаются отсечь нас, назвав их отдельно акинцы, или же назвать их войнахами, чтобы чеченцы от них оттолкнули. Сказали, раз вы акинцы, раз вы не чеченцы, решайте свои проблемы, пусть вас там дальше и так далее и тому подобное. Есть, конечно, некоторые придурки среди нашего народа, которые называют тех ауховцев чистокровных Нохчи, еще раз повторюсь, они часть от единого народа, который проживает на этих землях 500 тысяч лет, без малого они проживают, хотя некоторые норнийцы с востока пытаются их отделить. Вот что касается, какую фитну пытаются навязать с восточной стороны, отделить часть акинцев, или же там же акинцев они пытаются разделить на две части. Они хотят назвать акинцев отдельно, орстхоевцев, которые там проживают, карабулаков, отдельно. Это уже внутри они хотят раздавить. После того, как чеченцы откажутся, уже они будут делить отдельные карабулаки, отдельные акинцы. Вот такая политика, она всегда была в истории, она есть и остается. Для чего это делается? Кусками раздробить, уничтожить, задавить, ассимилировать, сделать из них любой другой национальности и так далее и тому подобное. И заставить стравить между единым народом, каким мы являемся. То есть потом поставить против нас, поскольку они будут знать наши слабости, сильные стороны и так далее и тому подобное. Вот для чего с востока. Что касается западной стороны, опять же та же самая система была, они пытались сделать с братьями нашим, одним из тухумов Уарстхой, которые хотели
отделить, отпочковать, но Орсква не повелись на это, они были в Имамате, они были частью единого государства, они от своих братьев никогда не отказывались. Но, к сожалению, часть людей подверглась после, особенно 19 века, после того, как вернулись, часть мухаджиров вернулась, увидела свои земли заселенные, кем они были заселены, кем они были взяты в аренду, эти земли, какие общества их мнение изменило, говорит вот эта книга. Мы вам ее зачитывали, какие села, кто брал в аренду у царской России земли, кто туда был поселен, вы можете узнать. Книга называется «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века в трудах современников». Здесь все полностью архивные документы. Это работа Яуза Ахмадова. Огромная благодарность. Яуз красавчик. Мне понравилась эта книга по документам. То есть там вы можете узнать, какие тейпы, каких селах заселили. Они были заселены, и возвращающиеся приходится каким-то образом жениться, выходить. И после этого появилась вот эта часть, которая говорит, что мы ингуши. Часть, которая в Чечне осталась, они как были, остались ногчи. А часть, которая говорит, мы ни к ногчи не относимся, кроме как воинахства, ни к ингушам не относимся, мы отдельный народ. То есть это та политика, которая всегда проводилась и которая приносит свои плоды. Чем больше мы будем раздроблены, хотя мы все от одного отца, хотя мы все один единый народ, нас пытаются. Точно так же пытались отколоть акинцев, Лом-Эхе, который в горной части. Очень глупые, тупые ролики и документы пытаются привести, что якобы там акинцы – это часть горной Ингушетии. Конечно же нет. Посмотрите, достаточно документов, отсоединений их. Только на короткий срок, 4 года были присоединены, но из-за своей враждебности и того, что они не желали быть в этом округе, они вернулись обратно, присоединились к Аргунскому, горной части Аргунского округа. И дальше уже рассказывать, в принципе, я думаю, вы все это прекрасно знаете. Акинцы – это часть нашего ногчи общества, очень древнее общество, большое. И получается как? Когда такие исследователи и историки, такие как, допустим, я видел интервью Исы Кадзоева, видел интервью и высказывания Руслана Бузуртанова, они называют акинцев чеченцами. Например, вы можете сказать, не было такого. Валлахи, биллахи, таллахи, и клянусь именем Аллаха. То, что они называли Гайрбекова муслима. Вот эти чеченцы наши земли отдали, не вернули пригород, обсуждали, они обсуждали Гайрбекова муслима, который после возвращения с Казахстана. Это лишний раз доказательство тому, что на самом деле они сами знают, что Эхе – это чистокровные ногчи. То, что были недопонимания, были какие-то возни в обществах, в горах, это было всегда. Но это даже два брата между собой порой ссорятся, и в одном селе односельчане дерутся. Всегда эти спорные вопросы были. Речь не об этом. Но так как это общество не пришлое, оно исконно чеченское, является чеченским, здесь нету никаких вопросов. Что же касается Гайрбекова муслима, они показали, они говорят, его называют чеченцем, чеченцы отдали, чеченцы не вернули, но поскольку Гайрбеков муслим является Лом-Эхе, чистокровным акинцем, мы полностью осознаем и говорим, да, Гайрбеков муслим был чеченцем, но нет, как показывает ваш исследователь, историк Муса Зурабов, Гайрбеков муслим не мог никак не вернуть, посодействовать или отдать ингушский пригородный район. Это все чепуха, и документально это доказано. Так что вот так, что касается, я ушел, я могу часами рассказывать об этой ситуации, поэтому я надеюсь, что вы поймете. Энгнуай, по-моему, принадлежит Тухуму Нохчмахвай. Да, Энгнуай, Шуануай, Гуардуай, Эшбатуай, это все Нохчмахвай. Эльстанджуай. Со Энгнуай Вул. Да, да, Абиаткиро, брат Тухо. Понятно, как правильно Эльстанджуай. Дальше смотрим. Очень древний тейп, да, так, дальше. Башлам, какую роль играл тейп Шуануай в Аланском царстве, я же рассказал. Так, дальше. Мне нужно быстро показать книги. Это без места выгодно. Все, Башлам. Почему депортацию войнахов именно называли чечевица? А почему вообще ингуши депортировали? Ведь они никогда не сопротивлялись своей истории против царской империи. Но чечевица из-за чеченцев, это однозначно. Депортация войнахов, нету такого понятия. Было депортированы ногчи и гола. Это как раз таки в этот момент, вот это слово войнах вбили в голову наших старейшин, как название этноса, я непосредственно говорю. А как слово оно существовало, войнах, это одни люди. Что касается, почему,
Ты знаешь, я бы не был настолько уверен. Сопротивление было. Многие тейпы, и Цхорвай, и Галгай, достойные братья, сопротивлялись царской России. Поэтому, бил. Эфире, а у телефон маят. Мне очень понравилось сейчас, поскольку позвонили, там, короче, типа, я со своей матерью говорю жестко, вырезали этот момент, я где говорю, мам, все эфире, а он, и так далее, и тому подобное. Ну, вы слабоумные, честно вам сказать, как со своей матерью говорите, насколько я люблю, те люди, которые меня знают, прекрасно знают мое отношение. А когда я что-то рассказываю во время эфира, у меня сотни людей в эфире, извините, сидеть и общаться в этом вопросе, я как-то, хотя не было бы ничего плохого в этом, я понимаю, но все же так, освободилось. Так, освободилось. Итак, друзья, на то, что не было сопротивления, я здесь с вами не согласен. Сопротивления были, и цоринцы сражались, и галгаевцы сражались, и некоторые с Джайраховского района Фяппи сражались. Но... Один вопрос у меня. Можете мне одного назвать галгаевского обрека с Галгай Мохтариким Фуэги Фуэфранфуэ? Ни одного обрека. Лоша, я тебе, послушай, нет, ты говоришь об одиозных личностях, которые прославились там, которые... Но я, если тебе задам вопрос, ты можешь поклясться на Коране, что из всех обществ, которые там есть, что никто не сопротивлялся царской России? Ты не можешь этого сделать. Нет, споры сопротивлялись. Ну вот, и Мабай Асвэг, они сопротивлялись. Споры, ногти могу. Ну и, не, подожди. Вейн ишхитер, ногти чу асбеш, ногти буй вейн ха. Талантига был схор ваш голый думал, их мнение нужно уважать. Если они себя таковы... Ну, да, я знаю, вот то, что мы говорим, Пешко, я с тобой согласен, это наше мнение, но есть их мнение. Человек из Цхору Тейпа пришел в эфир, назвал свое имя, сказал, что мы один народ с ингушами, но я Цхору и я чеченец, Алдавона. Для нас этого хватает. Но если это они сами должны принять решение, кто они, чьи они и как они себя именуют. Сейчас речь не об этом. Поэтому не было среди них, почему их были, и были нападающие, были те, которые нападали вместе с чеченцами и на военную грузинскую дорогу. Всегда вот так ночью Поэтому вы не думайте, что вот я из-за как что-то заигрываю, не заигрываю. Нет. Если мы говорим все, допустим, из тех, кто сейчас там есть, 486 тысяч выйдешь, ну в докладе в Грузии они сказали, что 486 тысяч ингушей. Среди них кто-нибудь один может поклясться и сказать, что среди этих 486 тысяч ингушей, ну ладно, уберем 100 тысяч чеченцев оттуда, остальных всех кто-нибудь может сказать, что они не любят своих братьев Нохчи, что они с ними не выступают, что они не имеют такое же мнение. Да, они сегодня высказываются там, говорить, я знаю, вы можете сказать, почему они не выступают, почему они не говорят о несправедливости, почему своих не остановят. Я сам это говорю. Но сейчас не об этом речь. Почему они этого не делают, это останется пускай у них. Все те, кто со мной на связи, я знаю, как они со мной в личку говорят. Огромное количество евлой, которые со мной общаются, валлахи, биллахи, талай, они говорят, вайцап ам дуйха, вайцап дуйха, бош, камин, что. Уарства я вообще молчу. Там тотально все. Те, которые связываются, по крайней мере, они знают общее происхождение, они все это знают. Поэтому я нисколько не пытаюсь этого как-то завуалировать и так далее. Галай вежрибу, вайцап ам хиладу. Ну, 300 лет. Разошлись, сейчас мы абсолютно, как говорил Хасан Бакаев, разные. Ну да ладно, сейчас, прежде чем ответить, идем дальше. Смотрите, вот такая великолепная книга. Ее привезли мне с Москвы. Это наш брат Эрлоевский Волк. Книга называется «Чеченцы в зеркале царской статистики 1860-1900 год». Я думаю, здесь есть огромное количество достойного материала. Здесь статистические данные. Я думаю, здесь мы найдем очень много, и я до вас доведу. Ибрагимова, автор данной книги, и посмотрим, по крайней мере,
Автор выражает свою искреннюю признательность, благодарность меценату данного издательского проекта, единственному человеку, проявившему благородство, милосердие, мудрость и всех, к кому обращалась семья Ибрагимова с просьбой содействовать публикации монографии президенту Чеченской Республики и так далее, и тому подобное. Ну, вот такая вот книга, которую вы видите. Итак, две книги. Это история Абшеронского полка 1700-1890 года. Видно, да, всем? Чтобы было понятно. Вот. Это двухтомник. Вот он. Смотрите. Само собой, здесь все спецоперации, которые проводил Абшеронский полк на территории всего Кавказа. Нас интересует только то, что кто был задействован и какие здесь есть... В контексте данных книг есть промежутки истории, касающиеся чеченского народа, те спецоперации, которые проводились во время Кавказской войны с 1700 по 1892 год на территории Чечни. Здесь же, мы знаем, но чуть-чуть, здесь же в этой же книге, кстати, я обязательно одну из таких книг подарю, поскольку у меня вот он двухтомник, у меня есть еще один том, я обязательно какому-нибудь подписчику... Я ее заберу. Все тогда подарим нашему историку Рустаму. И вот такие вот великолепные книги, которые у нас сегодня есть. Это огромная благодарность моим братьям, всем, кто донатит, все, кто поддерживает наш канал. Благодаря вам у нас есть возможность противостоять, так сказать, несправедливости в адрес нашего народа. Все эти книги покупаются, все в основном, 90%. Так что по этим книгам мы обязательно, все, кто поддерживает, донатит на наш канал, внизу экрана вы увидите ссылки, кто помогает. Вам огромная благодарность, вам и тем моим братьям и сестрам, которые, несмотря на всю сложность, они приезжают и дарят книги только для того, чтобы наша работа пошла. Также я обязательно хочу показать вам сейчас быстро великолепную работу. Сейчас мы быстро ответим на вопросы. И хочу вам, те, кто в Инстаграм увидят это, показать вам одну великолепную работу. Работа это, посмотрите, это карта. Вы не представляете, это просто бомба. Розовым определена граница между Чечней и Ингушетией. Это карта до депортации чеченского народа. Вы посмотрите, какое количество селений в Чечне. Вы удивитесь, но этих... Это... Здесь такие названия, которых вообще не сохранились. Это вот такая карта, чтобы понятно было, она большая. Я с ней вас ознакомлю. Я уже и посчитал... То есть огромная благодарность моему старшему брату Алироевскому волку. Шепа Болшел Борзу. Он достал эту карту. Я ее не мог найти. Честно сказать, мне ее предлагали, но просили за нее полтос. Я ее видел на книгах, но она на книгах очень маленькая версия. Так, Собордял. Так, Телеграм Чаболчан Гейт Хазгар Чвосо. Так, Телеграм Чаболчана. Гейта. Так, чувак, дыши. Так, куда же я дел? Соболел. Сейчас постараюсь показать. О, вы не представляете. На 1941 год, до того, как нас выслали, в горной части Чечни, Ингушетии, верхней части, даже я бы так сказал, верхняя часть, да, это имеется в виду горная часть, Джараховский район, верхняя часть. Я посчитал, сколько было всего селений у ингушей. Мне просто стало интересно, поскольку они говорят, страна башен, в нашей горной части было больше башен, сейчас они монтируют, делают карты и так далее и тому подобное. Но вы не представляете. Я подведу камеру, покажу вам обязательно. Это смарт. Карта называется схематическая карта Асгойтер Доун. Обязательно, собординца. Так.
Соглушен. Хата солдатчик. Азла. Чтобы было понятно. Меня видно? Видишь ее? Зависит от пина. Не видно? Смотри. Видишь эти села? Розовое, это Ингушетия. Все. А вот это все Чечня. И чтобы было понятно, это только горная часть. Горная часть. Понимаешь? Я... Да. Здесь... Не отключайтесь, я вам до конца эфира обязательно всем покажу. Так вот, чтобы было понятно. Инстаграм, телеграм, это, вот я посчитал, чтобы было понятно, поскольку со стороны Ингушетии в горную часть я посчитал, так как она есть, и была на тот период, всего в горной части, в Джайрахе, по подсчетам этих селений, которые было, их всего 50 сел. 50 сел в Ингушетии на 1941 год, до депортации. В нижней части, то есть это часть, где дальше идет там Назрань, вот с этой части вниз 20 селений. Итого 70. Я начал считать чеченские, но их настолько много, когда дошло уже до 200, и это даже только один Галанчож и Тумкалинский район, я просто потерялся. Так что я вам честно скажу, наших сел я еще до конца не прочитал. Все эти села я обязательно запишу точнее, и выложу. Их огромное количество. И такие тейпы, допустим, как Варандой, малые Варанды, большие Варанды, малые Шоной, большие Шоной, малые Гуардлой, большие Гуардлой. У одного тейпа в многих, вот в этой карте по 2-3 села. У одного тейпа с этим названием. Я не про Беной говорю, само собой. Это горная часть. Это 1941. До уничтожения, до депортации. Это просто кладезь. Для тех, кто интересуется. Я говорю, когда мне предлагали, когда сказали за 50, вот эту карту я сделал, мне ее непосредственно подарил Шепа наш, потом толстоюртовский брат Айса, благодаря ему мы через специалиста его сделали, чтобы можно было распечатать в большом размере, чтобы все могли прочитать. Но опять же были и там проблемы, там есть карта, она настолько старая, что порвана. У меня чистой карты этой нету. Но я скрупулезно вместе с этим парнем восстановил многие селения. То есть там букв не хватало. Но мы потихоньку доработали. И в основе сейчас она на 99% читаема. И тем более она должна быть у каждого, кто занимается нашей историей. Потому что там нету никаких отмазок. Там не отмажешься, не скажешь, что вот после депортации сейчас нас там этих сел не было. До депортации схематическая карта горной территории Чечено-Ингушской АССР. 2 части, западная и восточная. Самое интересное, туда даже там нету ни города Грозного. Все, что есть, даже Аргуна там нету. Устрадгали, Цутека, это все только горная часть. На нашей территории. Самое нижнее это Шали, Новые Атаги, Урус-Мартан. Этих сел вообще даже нету на этой карте. Это только горная часть, и их уже, до 200-250, а я уже затерялся, я не смог уже настолько. Потому что я как бы не пытался, это просто такая карта. Поэтому Шепа дал Сидвал, дал Дуквахвал, Айса Хуна Дейрескил. Распечатали 2 штуки, я их сделал. Одну я отправлю очень нужному человеку, который должен знать об этом. А другую
мы в любой момент, вы можете сказать, Башлам, проверить дали, мял балду эл, что аш эл майна, вай любочка на аде, кандагой то душтук. Вот эти карты, поэтому я говорил, вот эти старые карты, они необходимы. Хотя эта карта начала там, да, 20 века, да, карта, нет, да, первой половины 20 века. И все-таки, там столько информации важной, потому что мы же все всегда говорим, мы уничтожили после депортации, мы говорим об этом, но документально мы не знали об этом. Сейчас у нас есть документальная карта, достоверная, 100% достоверная информация, и мы, конечно же, полностью ее опубликуем и опишем все селения, которые там есть. Также будут известны те люди, которые там врали, рассказывали сказки, небылицы, что якобы там это было. Этого всего сейчас не нужно будет сочинять. Там на период до 1941 года все есть. Я, опять же, не утверждаю, что там остались селения, которые были сожжены, уничтожены во время Кавказской войны. Конечно же, их не будет. К сожалению, если была бы эта карта, наверное, я был бы самым счастливым человеком. Но, по крайней мере, до депортации, почему не разрешили вернуться в Шаройский район, Чеберлоевский район, частично Итумкалинский, Галанчорский район, вам станет ясно. Почему? Потому что огромное скопление. Почему были даны Наурский, Шелковской, часть Каргалиновского района чеченцам? Потому что вот эти огромные села, если бы все бы люди после депортации вернулись бы, то, конечно же, было бы проблематично работать, потому что, поскольку там 90% инфраструктуры никакого не было. Так, Башлам, почему депортация войнахов? Это я ответил. Так, собор делаешь. Трафик закончился. Так, собор делаешь, Давай. Собор делаешь, как делаешь. Час закончился, если осицы пополнится я по алхусуне. Собор мечано, йо. Так. Готово. Так, салам. Башлам, Чечня, Сакартвело. Салам, сестра наша, грузинка. Сакартвелу, братьям грузинам. Ай, моя. Что бы делаешь? Так что, ничего, готово, Даяна. Угу. Подключились. Так. Телеграм. Связи адуй, хэш уйсо? Все. Бях мобилош трафик, да, я лиру. Да, Ибраим. Ибраим, раз, два, три. Алло. Ибраим, дал Сидуэл. Ну, по крайней мере, Ибраим, мы всем сообщаем, мы говорим, что только благодаря им мы существуем. Но, к сожалению, некоторые люди немножко у нас зловредные, злопамятные. Алан Бу, но мы ни у кого ничего не говорим. По крайней мере, возможно, шмялю вайбуал бирбу, и мы существуем благодаря вам. Это как бы общественная инициатива, и наш канал это общественный канал, а не государственный, не правительственный и так далее и тому подобное. Поэтому тот, кто поддерживает, кому нравится, тот может поддержать наш канал. Дальше смотрим. Так, собор делаешь. А что ты где есть, да? Насчет Чинху называли Вазду Арер. Так, собрал. Так. Понятно, правильно. Эльстаншхой. Так, дальше. Теория. Ассаламу алейкум, ассалам. Так, карту обязательно покажу. Бессмысленно и невыгодно. Башлам, почему до войнах я сказал? Софику ответил, дал Алшваха Башлам, Дерес Хейл, дал Сидуальшу.
А насчет того, что Чинхуа называли Оздой Ара, Чинхуа это придумали или как было? Но это братья Чинхуа могут своих братьев Оздоя называть как они хотят, это их право. Если они называли Илоев, так, ну, значит, Санюк, Ашанюк, Али еще шкурдукай. Сон и цаха у нас, дать я внутренние вещи не вмешиваюсь. Шевежри хилари терцар Ара, Чинхуа, Олш хилатерло, возможно, я не знаю, я нигде не читал об этом. У меня тейп Гуно, Гуноевские волки, Гуной ногчи тейп. Башлам, а не может быть наоборот, что от акинцев эти соседи, братья. Ну, это расскажи про крестины, кто они. Я не знаю, кто такие крестины. Я знаю, у меня была одноклассница Кристина, ее звали, а Кристины я не знаю. Цоры, когда сопротивлялись... Лам Кристо, скорее. Лам, нет, там нету этого. Я Кристины там написано. Лам Кристо, Лам Крест. А это то, что писали определенное время про ламакинцев. Это совсем другое. Цоры, когда сопротивлялись, они сопротивлялись как часть народа Нохчи. Но с того момента те, кто стал ингушами, нет ни одного момента, где бы они сопротивлялись, пишет Сантина. Наверное, Сантина, не знаю, как, что, может, сохранить хотели себя. Башлам, каким или какому тейпу по ДНК ближе тейп Белгатой? Белгатой, это же чисто чеченский тейп, в основном J2, они близко родственны очень многим тейпам, у всех, у кого есть... Белготоевская, ведь кто знает. Вот есть некоторые люди, которые начали сочинять какие-то сказки, типа есть тейп Дархой. Нету никакого тейпа Дархой. Есть тейп Белготой. И Белготой Хабел был, и Дархой был, из Белготой был. Белготоевцы это очень древний чеченский тейп. Очень древний. И очень хороший чеченский тейп. К ним никаких претензий быть не может. А кому они родственны? Ну, у кого J2, в основном, посмотрите, все. А если по Ахмаду Сулейманову, я обязательно напишу статью про Белготою, прочитайте, посмотрите. По тейпам я потихоньку тоже буду писать и публиковать. Подписывайтесь, приглашайте больше подписчиков и узнайте. А красиво, жадно хочется прочитать их, почему сразу определили призера? Не понял, о чем ты. Башлам, я думаю, многие не были готовы к твоему внезапному эфиру сегодня. Возможно, но пятница, суббота, воскресенье мы всегда готовы и всегда в строю. Я сказал, эти 3 дня, только когда у нас эфир бывает, когда люди отдыхают, когда и после 10 часов, чтобы могли прочитать. Нужно эту красную линию убрать оттуда раз и навсегда. А красную линию ты имеешь в виду на карте? Брат, ну это не от меня зависит, такова политическая ситуация сегодня. Убрать, это же не по нашему желанию оно появилось там, брат Ивлоев. Оно появилось там, потому что ингуши ушли от братьев чеченцев. Не чеченцы ушли от ингушей, а братья ингуши ушли от чеченцев. И она появилась тогда только. А мы всегда, никогда не считали эту красной линией, это просто номинально. Но поскольку сегодня 2 разных региона, это не к нам. Башлам, как-то несправедливо, без здоровой борьбы сходу отдал 1 место. Ты про кого говоришь? Может, не стоит. Полтос это сколько? 1500 рублей или 1,5 миллиона? Полтос это 50 000. Карты очень дорогие, братья. 2 миллиона, да? Полмиллиона? Нет, конечно. Самую дорогую карту, которую мне говорят... нет, есть. Представители из тейпа Нашхо Элирицуша, Элимяцун. Он Сирноводский, он живет в Турции. Он сказал, что ему армяне или евреи из Турции принесли карту. Когда он мне начал говорить, что вот там типа вот донат, олай, донат, унлай, туда-сюда, лучше там найти мецената, и чтобы не говорить о донейшене и так далее и тому подобное. Я ему стал объяснять, что книги, карты, все это нужно приобретать. У меня финансово я не могу это все сделать. Все очень дорого. По книгам дорого, по картам дорого. Я ему объяснял, он мне говорил о неправильности того, что вот донат брать, не брать, поддерживать, не поддерживать. Я ему объясняю, если мы хотим независимо идти, ни от кого не зависеть, если вы, никто не насильно ничего не просит. Кто хочет, поддерживает. Кто не хочет,
Ничего не говорим. С ниц борчхайна. А с Юрию Эфиш ниц борчхайна мы не будем их делать. Вот иш да Аллах. И он мне рассказывает, он дальше говорит, если бы я знал, говорит, значимость, ко мне, говорит, я в Турции живу, он мне рассказывал, или в Турции был, он сказал, или живу, он сказал, к нему подошли, да, к нему подошли, то ли армян, он сказал, то ли еврей какой-то, и предложил ему карту. Карта была 19 века, 1800, ну, карта с размером 2 или, ну, как бильярдный стол, если я правильно понял. Так вот, эту карту ему сказали, что он, если он врет, то и я вру, то, что я слышал, самое дорогое. Ему сказали, купит ли он эту карту, что она историческая карта, там есть все села старые, то есть 19 века, до того, как уничтожила царская Россия и так далее и тому подобное, то, что мы с вами говорили. Как она у него оказалась, и там, как она оказалась, я не знаю, врать не буду. Так вот, они ему предлагали эту карту за 10 тысяч долларов. Он оценил карту 19 века за 10 тысяч долларов. Здесь, в России, то, что мне сказали, карту 19 века, а то бишь 1863 года карту в Питере мне предложили купить за 156 тысяч. Карты очень дорогие. Это не все так просто, тем более, когда в оригинале. Это не то, что вот некоторые норнийцы сидят и рисуют. Поэтому вот так вот. Поэтому для меня важно. Есть некоторые книги, которые там внутри имеют карты. Когда я такие до меня доходят, я бываю вообще безмерно рад. Один из алироевцев, алироевский волк, подарил нам такую вот старую, сейчас покажу вам. Ну, смотрите, примерно, чтобы было понятно. Я ее держу специально не потому, что вот есть такая бузуртановская книга, средневую я держу. Вот, допустим, вот такое вот обращение 90-х годов, особенно Барху Амаду нравится, когда я показываю. Вот, это по псидахскому вопросу, как у них земли своровали, так и не вернули, как они относятся несправедливо к псидахцам. И здесь все описано это. Смотрите, вот внутри карта. Бумага сама 90-х годов. Они говорят, что это впервые публикуется. То есть это одна карта здесь Чеченской автономной области, а другая карта здесь английская карта. И здесь с выходом вплоть до Каспийского моря, вот эта карта. Старая карта, она 1804 года карта. Если я не ошибаюсь, это английская карта, где указано, что был выход некогда у чеченцев к Каспийскому морю. Это начало 19 века. Вот такие карты, когда ты их собираешь, сохраняешь. Опять же, хочу еще раз показать вам. Меня очень просили. Сейчас, минуту. Так. У нас же обычно никто не верит. Смарт, что было? Смарт. Связывай, Смарт. Вон, агайда. Заодно тебе тоже покажу. И когда вы помните великий ролик, который все говорили, что это чеченские историки подделали, что это фейк, что это неправда, что этого не существует, лжецы и так далее и тому подобное, что мы подкупили, подделали. Эту книгу я искал в течение 2 лет, чтобы доказать, что чеченцы не имеют к этому никакого отношения, что в соавторстве чеченцев не было, что в это время чеченцы были в депортации, нас даже не было дома, мы были несправедливо прогнаны с родных очагов и земель. И эта книга на период 1953 года, 51 сейчас, да, книга сама сделана в 1951 году, а опубликовали ее через 4 года. Ну, даже тогда мы еще не были возвращены. Напечатали. Она для того, еще раз повторюсь, для 1951 года, когда книги в основном стоили копейки, эта книга стоит, посмотрите здесь, видно кому-нибудь на камеру? Она вот, ушли он, смарт, она стоит 10 рублей. 10 рублей. Книга называется «Атлас истории средних веков». Напечатано Главное управление
геодезии и картографии МВД СССР. В 1951 году. Чеченцы вообще ни при чем. Я вам клянусь, я готов был отдать за нее и 10 тысяч, и 20 тысяч. Просто для чего? Чтобы подтвердить, что мы ничего не делали, что мы не подделали. Чтобы показать. Итак, эту книгу мы нашли. Купили с Новосибирска. Ее заказали, прислали. Я не говорю, многие говорят, что в Чеченской Республике есть еще одна такая. Я не утверждаю. Почему эта книга, вот я готов был отдать и 10, и 20, и даже 50 тысяч. Это не так дорого. Я многие книги вам показывал, которые стоят и 70, и 100 тысяч. Но эта книга была всем нужна только ради одной карты. Это карта Европы середины 17 века, то есть 1600-е годы. Эта книга была интересна вот по этой карте. Это та самая легендарная карта. Так, чтобы было видно. Вот эта карта. Чтобы было вот смарт. Гушьон. Видно смарт? Гушьон, Гушьон. Видишь Каспийское море? Да. Чтобы было видно. Вот Каспийское море. Видишь? Каспийское море. Да. Видишь надпись? Вплоть до Да, Дербенца. да, видишь? Все, вот это желтое пятно, да. видишь? Написано чеченцы. Дербент. Да. Чтобы было понятно остальным, кто у нас находится так, этим братьям из Телеграма я показал. Теперь покажем братьям тем, кто с Инстаграм. Почему я собираю? Для чего я собираю? Чтобы люди не говорили, не клеветали на чеченцев. Мы за правду. Поэтому... Итак, друзья. Так. Это... Освободил. Я ее неправильно держу даже. Итак, братья. Что написано на этой книге? Всем видно? Написано Кабарда, черкесы и адыги, Чечня. Чтобы было понятно, Европа, середина 16 века, 17 века. Книга «Атлас истории средних веков». Главное управление МВД картографии СССР, Москва, 1955. Когда она была напечатана, собрана? 1951 год. Кто ее напечатал? И что среди них нету ни одного чеченца? Редакторы карт. Бекова, Вайнштейн, Волховский, Гилкович, Егорова, Ефремова, Кузнецова, Кучбарская какая-то, Мартова, Марчков, Фильгус, Шмулевич, Ешунская. Карта французское государство составлена по авторству доцент Лебедевского. Чтобы было понятно. Вот эта книга. Вот такие книги, вот эти книги, вот эти карты. Я собираю их, публикую, довожу до вас, до каждого чеченца. Тот, кто интересуется. Вот эта книга. Понимаете? И нельзя клеветать и говорить, что чеченцы... Нас и не было дома, даже нас не было. Всего народа мы не существовали, не было нас на этой территории. Понимаете? Вот в чем проблема. А мы сегодня книгами, картами собираем, показываем. Поэтому 50 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч. Это для науки это вообще не деньги. Я понимаю, для нас, простых людей, это деньги. Да? Чтобы там 50-60 тысяч отдать за карту, нужно 2 месяца не кушать, ничего не делать и работать. Да? Средняя зарплата 30 тысяч, если считать. Но собрать их, все положить, зафиксировать, это уже сложно. И вот я хотел еще показать, может вам этого сейчас ничего не даст, но вот эта флешка, вот эта флешка. Благодаря, у меня есть одна старая гвардия, это взрослые люди, взрослые поколения, которые поддерживают меня, пытаются, по крайней мере, каким-то образом хоть поддержать. Вот благодаря им мы приобрели
много гигабайтов, очень полезной и очень дорогой для нашей истории документов. Скоро мы это будем публиковать. Это все касается, это документы только касаются чеченского народа, нашей истории, наших границ. Документы, архивные документы, хорошие документы. Так что все еще важное, нужное впереди. Нужно подписываться активно, приглашать побольше людей. Ну и по мере возможности, кто может и себе позволить, поддерживать наш канал лайками, комментариями. Ну, если кто-то может и задонатить, будем безмерно вам благодарны для приобретения новой литературы, новых карт и так далее и тому подобное. В том числе и техники. Так, дальше. Ты фяппи цхоры тоже как ингушский посчитал. Бах, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, дальше. Башлам, значит, тебе эти карты лучше как ингуши. Рисуй карты с фломастером и вашей на стенах, и вешай на стенах, коврах и одежде. Я понял, ты говоришь делать как они. Нет, я не хочу рисовать. Я не буду поделать ничего. Мы все можем подтвердить. Пускай проверят, найдут эту карту и проверят, где мы собрали. Башлам, посчитай в Какалле сколько галгаевских сел. Ой, сейчас, подожди. Какалле галгаевских. Так, Хамха, Кахк, Эгикал, 3, Таргим 4, Евла, Хайрах, Тамга 6, 7, где-то от 6 до 8 сел. Я не знаю, какие отнесутся. Там Хамха есть. Ну, еще, когда мы будем дальше, я вам буду показывать карту. Посмотрите, все сами, зачитаю вам их обязательно. Башлам, it's digital card data yarshil loma. Циг ношха закарт дырк галга юрт галга итсига дабаны бош туич моду хинс лера итаргем цига авар. Нашхарбан бас тирвай махкар. Авдук цига тир махкар дабан буал. Меттигер ас эфи вавант тир махкар. Закарт дырк истиха ношха алязин цига хайр галга алязин. Хукартари дагдо. واحد سوقا أساس سنة سكبير دير سدير دك سدوه صورة سنة دم даре. Да, чего, хажа, духонсум. Сейчас я просто не помню, о какой карте ты говоришь именно. Все, ваша. Ассаламу алейкум, азри, мершвол, вашаламу алейкум, ассалам, ва алейкум ассалам, так, и так далее. С миру по нитку, братьям и сестры, донатим потихоньку. Ассаламу алейкум, Башлам, скажи, пожалуйста, как можно донатить из Германии? У меня ничего не проходит, говорит Монс Плюс. Ой, Германия, Ибраим, ты сейчас в эфире, подскажи, как с Германии можно задонатить. Он знает, с Германии, с Америки они доходят. Ибраим делает все, чтобы могли задонатить с Европы и отправить. Ибраим, объясни ему, зайди в личку и напиши, как надо. Ассаламу алейкум, Башламу алейкум салам. Во сколько насчитывается население Чечни до до Большой Кавказской войны? О каких наибах посоветуешь почитать? Или личности того времени? Кавказское, сказать население я тебе однозначно не могу. Цифры очень сильно разнятся. Это однозначно. Поскольку данных статистических нету. Особенно по Чечне. Но по рассказам, опять же, наших некоторых старожил, что доходило якобы до 1 миллиона дuyuchum. Что я, конечно же, скептически отношусь к этим цифрам, честно скажу. Но не отрицаю этого. Некоторые говорят и 5 миллионов. Но данная ситуация, 5 миллионов, я бы тогда сказал, это вообще из области 15-16 века. Чтобы вы понимали, из горстки 10-15%, которые остались после нашествия Тамерлана, нам нужно было, грубо говоря, 50-100 лет, чтобы мы начали возрождаться и провести реконкисту. Чтобы было понятно. Мы не можем сегодня говорить, что у нас было 10 миллионов. Это будет вранье и багдадцы. Это очень сложный процесс. Поэтому я на этот вопрос тебе не отвечу. Но в пределах от 500 до миллиона предположительная цифра.
что их было, да. Потому что невозможно воевать 20 лет беспрерывно в имамате имама Шамиля с таким количеством. Плюс не забывайте, что когда имам Шамиль пришел раненый с 3 своими сподвижниками, у него не было ни армии, у него ничего. Благодаря чеченцам он начал отвоевывать тот же самый горный Дагестан, Аваристан или как его называют. Они были все уже под царской Россией. И благодаря чеченцам, которые погибали, которые отвоевывали, потом уже те начали делать байат и входить в состав этого государства, того, которого вы видите на карте. И без этого, начиная со времен шейха Мансура, сколько было. После шейха Мансура Бейбулат Таймиев сколько воевал. Войны фактически не прекращались. Я уже молчу про междоусобицы, которые были среди нашего народа. Что касается наибов, какие личности мне интересны? Мне очень интересны Ахмад Автуринский, который был из тайпа Гуну. Вот про этого наиба, который единственный, кто посмел и осмелился с имамом Шамилем провести шариатский суд и выиграть его. Это только и благодаря Ахмаду Автуринскому, благодаря ему, после смерти Ахмада Автуринского, после этого решения шариатского, после смерти наиба имама Шамиля, его все владение не отбиралось. Там было решение, там после смерти отбирались какие-то там земли, какое-то имущество, вдовы и дети оставлялись фактически на неиждивение государства, оставались ни с чем. И Ахмад Автуринский по шариату доказал, что не имеет права мусульманин отбирать у погибшего воина то, что у него осталось. Это благодаря Ахмаду Автуринскому. Это только один случай. Второго, Шуайб Мулла Центуроевский. Великолепный красавчик, стратег, воин. Единственный, кто смог завоевать на тот период Кизляр, пойти, захватить 6 пушек, отобрать родственников, про его жизнь. Именно жизнь, деятельность в период Кавказской войны. Про смерть и Ахмада Автуринского, и Шуайб Муллы Центуроевского я не сильно хочу обсуждать, потому что и тот, и другой погибли от собственного народа, то есть от своих людей. Войнохчиш, верный стелыч. Потом мне интересен, если ты говоришь в период имама Шамиля, наиба еще порекомендовал бы Улуби Ауховский. Очень важное, очень многим людям неизвестное до сих пор. Из тайпа Зого, который был там, да. Про него очень важно прочитать и найти информацию. Само собой, выше всех их, конечно же, Ташу Хаджи Сайсанский. Ташу Хаджи Сайсанский. Это воин, богослов, теоретик, причем который начинал еще с первого дагестанского имама Гази Мухаммада, Гамзат Бека и дошел до имама Шамиля. Погиб в 1847, кажется, 46-47. Хотя официально говорят 41. Но не важно. Про него. Так что про Кавказскую войну я могу много рассказывать, оставим, но вот хотя бы вот этих людей прочитай. Рекомендую. Так, дальше. Кистинцы это чеченцы, Башлам. Однозначно. Конечно, чеченцы. Кистинцы до сих пор, имея свое название, живут в Панкийском ущелье. Это Нохчи кистинцы. В основе своих большие кистинцы 18 тысяч. Также были ближние кистинцы. Это Вяппи, к которым относилось 1300-1800 семей. Да? Относились к ближним кистам. Дальние кисты это наши 18 тысяч. То есть это вся горная часть от Шароя до Галанчожа. Вот кистинцы. Что касается, если вы говорите наши ли, чтобы было понятно. Я не говорю, что в термин кистинцы не входили ингуши. Нет, я не могу этого сказать, потому что в то время ингуши были частью нашего единого народа. Конечно, и частично к ним это тоже относится. Но факт то, что в основе это про чеченцев, можем показать картой, которой на всей территории написано Кистетия Чечни. Именно Андийский хребет, который переименовали некоторые русские царские офицеры и ученые, не знаю, благодаря ли нашим соседям, он назывался Кистинским хребтом. Это была разъединяющая линия между Дагестаном и Чечней в 19 веке еще. Немецкие карты, которые имеют это название Кистинский хребет, до сих пор существуют. Мы опубликовали на нашей странице, вы можете увидеть. Поэтому Кистетия, Мисджеги – это мы, Нохчи. Дзурзукетия – это мы, Нохчи.
Могут ли ингуши сказать, что это и они? Конечно, могут, потому что они на тот период были частью нашего единого народа. Вот так я отвечу на данный вопрос. А то, что сегодня некоторые пытаются притянуть к себе, это все ерунда, короче. Брат, я заказал тест с Техаса, Лондон. Скоро дам знать результаты. У Беллатоя есть книга генеалогии. У Беллатоя есть тептер, это верно. Беллатой, как я сказал, наш брат Адам, хоть и потерялся, один из хороших братьев, которые нас поддерживал и даже скажу вам, и донатил, и помогал, несмотря на то, что он живет в Туманном Альбионе, в Великобритании, достойный патриот, настоящий ночью. Дейресхил, Адам, ждем твоего теста, биг теста, скоро поделимся им тоже. Так, Сюрдик Юэл, по вашему мнению, Хинс Галгай, Че Ашдола, Тейп наш Юг Ир Нохчи Тейп Милхенгду из известных. Ой, я не хочу сказать, это очень... Я не хочу отвечать на этот вопрос. Там очень много тейпов. Можно исключать вопросы про тейпы. Не задавать это вообще, в принципе. Можно, в принципе, не задавать вопросы про тейпы. Да, это очень сложно. Это сейчас тема, очень острая. Я просто-напросто сейчас назову вам их с точки зрения науки, документов. Вы начнете мне говорить, они обидятся, они сейчас живут в Ингушетии, потом они скажут, вот Башлам сел и говорил, что вы чеченцы, вы должны сказать, что вы не чеченцы. Зачем этим людям создавать проблем? В моих работах и у Бирже, и у всех остальных четко указываются, какие тейпы относятся к чеченцам. Вы все найдете здесь. Не ленитесь, статьи небольшие, они короткие, буквально за 5 минут можно все прочитать. Я понимаю, это не боязнь, просто эти люди, понимаешь, даже те, которые реально со мной связаны, они говорят, мы знаем, что ночью духа, хидик духа, но здесь, говорит, харфит нашли лоши, цаца, пейдабуцум шли лоши, тулчку, шняр, курбалиш, очи, бизнес, даца и очи, и хум шли дошин бахцер. Зачем я буду этих людей подставлять? Тот, кто знает, что он ночью, он будет и до конца своей жизни ночью. А создавать людям проблемы, потому что реально умственно отсталые люди будут делать и гадости тем, кто себя считает и исторически знает, читает и знает, что он ночью ему какие-то гадости. У меня никогда такого не было, чтобы где-то здесь в Гала, датову дукалгай бу, кьечен абу, саюрта, родной, тайпан галгай бош, ома, ночью бош был. Ну, никогда, даже сумял аудал вельчен, мне даже в голову такое бы не пришло. Но люди, видать, есть, которые гадости делают. Поэтому не хочу я об этом говорить. Башлам Арсанов говорит, что по ДНК, Пахудин Арсанов, что Арстхуай самый близкий Цуантруай, Ваштруай, может, они тоже были в Тухоме Арстхуай когда-то. По Ваштруай сказать не могу, ну, то, что... это вопросы, то, что Арстхуай являются чисто чеченцами, и Ваштруай, и Шатоевский, и все ногчи, это однозначно. Может, по Европе всех знакомых попросить искать старые карты, в основном среди стран, которых... Так я прошу, давайте ищите, там, где упоминается Чечня, скидывайте. Башлам, на канале Дозер было опубликовано видео про Пер. Что про Пер, я не понял. Дозер канал, карты нарисованные... Карта нарисована в Пойнте в 21 веке. Где? Про какую карту ты говоришь? Я абсолютно не знаю, о чем ты говоришь. Карта фейк, не оригинал. Классно. Я не понял, про какую. Нарисована лишь по прихотливому желанию. А мы тогда были в ссылке. Я не понял. О какой карте идет речь, вообще непонятно. Я не знаю, поинте, каком-то поинте. Эти люди не конкретизируют то, о чем говорят. В оригинальной карте конца 18 века ингуши помечены как чисто ингушские, а чеченцы помечены как кумыкские чеченцы. Хром, ты долбозвончик, прости меня, но ты реально долбозвончик. Понимаешь? Кисты ингушские, кумыкские чеченцы, вы
как кисты ингушские, а чеченцы помечены как кумыкские чеченцы. Хром, ты долбозвончик, прости меня, но ты реально долбозвончик. Понимаешь? Кисты ингушские, кумыкские чеченцы. Вы говорили, что кумыки не владели вашими, что у вас не было кумыкских князей. Зайди в документы или посмотри, найдешь достаточно. Вот ты сейчас зашел, пытаешься, чтобы я что-то рассказал. Поверь мне, то, что я начну рассказывать, тебе не понравится. Это жалко. Ага, да, подожгли. Это когда, наверное, татаро-монголы пыль уносили вот так. В то время быки, которые привязаны были, они подожгли. Я, да, помню, там карты сжигали. Когда буйволом сено подвязывали и прогоняли воинов Тамерлана. Наверное, там и сошли. Там ковер на 200 метров. Там, нет, это, понимаешь, там проблема в чем? Ковер закончился, и они прошлись по пыльной дороге. Вот там они собрали чуть-чуть эту пыль, и когда им сказали, понимаешь, всех убили и сказали, вот так 2 тапочка постучи, чтобы пыль слетела, вот, чтобы даже вашей пыли не понесли. И отправили к Чингисхану. Понимаешь? Чингисхан и Тамерлан, армии, которые ни от кого никогда не получали проигрыша, а вот в горной части их загнали, как 300 спартанцев, ущелье, они говорят, взяли всю историю и карты, привязали к быкам, подожгли их, хей, сказали, и они пошли рассказали. Вот это из этой же истории. И понеслись. Да, и понеслись быки с картами в 14-15 веке к Чингисхану. Ну да ладно, вы думаете, понимаете абсурдность всей этой разговор. Я остальные вопросы пропустил. Башлам, он ДРС-хил, а есть карты сел на территории нынешнего Грозненского до построения крепости, как и братья. Карты все есть. Их надо искать, их надо покупать. Людей, кто хочет тратить на это денег, нету. Потому что это не бизнес, это никому не важно. Если где-то похвастаться в один момент, поднять и показать, только вот. Их нужно хранить, их нужно сохранить, библиотеку сохранить. Когда в нужный момент их нужно использовать, только тогда их используют. Поэтому никто не покупает карты. Карты есть. Я каждую карту покупаю, складываю, копирую в электронном версии, прошу, чтобы ее можно было распечатать. Вот эта карта, это из 2 частей состоит эта карта 1941 года. Мне нужно было ее 2 образца соединить, порванные места, которые нужно было найти. Это все стоит денег, времени и все остальное. Вы на это не хотите. Прошу прощения, что я вас нисколько не обвиняю. Но у людей нету времени на это. И нету желания тратить деньги на это. Ни у кого нету, понимаете? Кто будет, какой дурак захочет за 50 тысяч купить карту? Если у него зарплата там 20-30 тысяч рублей. Это не iPhone, понимаете? Это уже сумасшедший, тебя посчитают, что сумасшедший. Понимаете, вот эти книги, каждая книга, вот эта книга советского, понимаете, советская книга, 1955 года книга, она продается, от 10 до 15-20 тысяч. 2 книги, это ладно, а там мне рассказывали, что она была и за 2500. Какой-то там в русской деревне нашли. Сейчас я вам покажу. Вот 2 книги, чтобы было понятно. Вот 2 книги, которые я 1,5 года или 2 года вам рассказывал. Вот эти 2 книги. Вот эти 2 книги. Видно? Вот. Да, видно. Вот, я вам рассказывал. Вот эти 2 книги обошлись 27 тысяч за доставку. Хотя мне некоторые братья писали, что они купили этот 2-томник за 15 тысяч. Потому что здесь у Ильяса Сигаури есть великолепные документы, которых нету ни у кого. Это эксклюзив, понимаете? Вот точно такие же книги, это эти 2-томник хорошо. А также мне купил Уарстхо, наш подписчик, как раз таки с телеграмма. Он купил книгу Конхала, которую мы зачитываем у нас на канале. Она в то время стоила 30, сейчас она стоит, кажется, 20 опять спустилась. Или новую тираж. 40 тысяч она стоит, пошла 40? сейчас. Ну вот, талаца. Да. Вот. Поэтому... Она поднимается в цене. Поэтому, 43, там, 40 тысяч. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, все это стоит денег.
Все это нужно покупать. И карты нужно. Войн уештуй, вой техин уештуй, вой бершин уештуй, вой историн уештуй. Хитс уаделин. Для чего мы проводим эти эфиры? Для чего мы все это показываем? Для чего все это мы проводим? Только для того, чтобы завтра у нас было. Чтобы завтра мы не говорили, ой, самый мощный отмазк моей, ой, ой, шаек Ягина. Ладно, Ягина, хинс Яцкой. Нету его сейчас. Что мы должны сделать дальше? Мы же должны это все собрать. И мижгищая зеня, и еврейская зеня. Теперь в любой момент, когда мне скажут, Point Party сделали эту книгу, хуняды, я вот говорю, книга, написанная в СССР. На этой странице я вам показал авторам, я вам показал карту, в середине 16-17 веков карта. Не чеченцы. Из этих перечисленных там все евреи, одна татарка. Или татарин, или татарка. Зачем им, евреям и татарам, когда враги народов называли чеченцами, когда их выслали с родных земель, когда все были здесь заселены грузинами, армянами, русскими, терскими казаками и дагестанцами, зачем в главной картографии геодезии МВД СССР садиться, писать на карте середины 16-17 веков, что жили чеченцы от моря и до братьев адыгов, братьев адыгов? Зачем? Кто? Чеченец ему заплатил? Чеченский мягкда Рамзан Кадыров заплатил? Или вот наглый фашист там Нацик Башлам заплатил? Или кто это сделал? Мы собрали все вместе донаты и отправили ему, что ли? Понимаете, мы не делаем. Мы не отправляем денежку злому грузину тысячами долларов и евро. Даифу не отправляем донаты. Главное, чтобы он наговорил про чеченцев плохое. Который всех обвиняет. Потом красному горшку приглашают, чаями кормят и так далее и тому подобное. Мы этого не делаем. Бедная одна девочка, которая приехала сюда. Я знаю, что он не грузин Софико. Нет, я сказал название злой грузин. Я знаю, что он не грузин. Мать у него грузинка, отец осетин. Кулумбеков. И приехала одна девочка, карачаевка, сделала фотографию чеченских башен, высказалась, вы как стервятники напали. Потом начали писать, Гунядин, это жена, это Гунядин, вы ее купили, зачем вы подставляете карачаевскую? Этот шпунтик там 1,50 м, простая девочка, я ее в жизни не видел, она впервые зашла в эфир, никакого отношения нет. Она занимается историей, ножи делает. Это Карачаевка. Она имеет право высказать свое мнение. Напали, как кошуны, как будто бы там с ней начинают рубиться и так далее и тому подобное. Ко мне заходят осетинские, наши соседи осетины, начинают нормально разговаривать, причем осетины мусульмане. Они ничего плохого не говорят. Вот Пешхов может подтвердить, когда сейчас он вышел как раз таки с этого, с телеграмма. Он ведет дискуссию, он говорит, я хочу поговорить с нашими соседями, ингушами, с чеченцами, чтобы этот вопрос решить, чтобы мы как-то мирно сосуществовали. Он ничего плохого не говорит. Заскочили, засняли, вот он это делает. Вот мирно делаешь, вы не согласны. Разговариваешь нормально с соседями, осетинами. Я могу тебе подтвердить также. По поводу осетин, того, что с этими людьми можно спокойно разговаривать и общаться. Так я тебе говорю, люди, они пишут, вот я сейчас буквально недавно 2 раза был там. Ни один человек, хотя у меня номера, машина, хоть и все, ни один человек мне ни слова не сказал. И когда остановил, брат, ногчу сказали. Я говорю, да, я ногчий. Посмеялся гаишник, счастливого пути. Нет у меня ничего плохого, понимаете? Ни с ними нету, ни с ингушами нету, ни с кем нету. Но вы, когда что-то собираете и делаете, это вот, как манна небесная, это все правда. А когда мы доказываем, показываем карты, документы, это все, это не так, надо опровергнуть. Не понимаю твою позицию, Башлам. Ты утверждаешь, что чеченцы и ингуши один народ. Да, я утверждаю. Но если, допустим, человек из ингушского тейпа решит назвать себя Нохчо, то он будет чужим там, как про какой единый народ.
Валлахи, биллахи, таллахи, галгайче. Это неправда. Хамхоев Хамзат, если я не ошибаюсь, приехал сюда, открыл свой бизнес. Ни один человек ему не сказал: ты ингуш, ты не ногчи, ты не наш, не брат, ему не сказал. Огромное количество ингушей здесь проживают и говорят, что они ногчи, мы единый народ. Никто ему ничего не говорит. Здесь нету вот этого. Валлахи, биллахи, таллахи нету. У нас есть даже чудики, которые сами на торговом центре взяли, с иронией написали торговый центр Купчи. С иронией. Мы самокритичны. Понимаете? Мы приходы ловим. Я удивлюсь, если сейчас кто-нибудь не решит и не сделает, я не знаю, магазин или торговый центр Нарницы. Или сказки Нарнии. У нас много, понимаете? Даудовин доказывать дадьеш халир. Даудов, я не хочу называть фамилию, это официальный, как говорится, председатель правительства. В то время председатель парламента Магомед Даудов миллион раз давал повода, чтобы приходили. Ладно, я-то блогер, там, историк и так далее и тому подобное. Или блогер, или историк, там, без разницы. Но там официальное лицо было. Хадюль, хазвай вежри, по шариату, бях. Хотя он не должен был, он собрал всех старейшин, собрал людей на этой местности, время заключил. Пришел человек, ждал 3 часа. Надеюсь, что вы не болтуны, не балаболы, а реально люди. Шеш боршада, калмаадала, хадюли, тхухарцдала. Потому что упрекали чеченцев, говорили: Дудаеву доказали, шариате, он испугался, он не пришел на шариат. Дудаев не пришел, Дудаев не захотел. Но Даудов захотел. Даудов собрал, спросил разрешения, подтверждение у главы Чеченской Республики Мехда. Пришел, пригласил людей, муфтия, всех пригласил. Где вы были тогда? Никто, никого не было. Да, конечно. А им чеку яцон сам. نوحي شكاح تقوم بش حدا كان دولت تنتح كل نيو روسيسكي империи نوا. Да. Цашеку яцутя. Итак, уважаемые друзья. Кроме того, он председатель правительства также ездил сам в Ингушетию. А он ездил в Ингушетию, Оша. Он ездил к муфтию. Кой не хватит, Колдяч, прямой эфир, да, Ярзин, Шахокавон. Он ездил в СКФО, к Меликову ездил. И у Меликова, он в то время был, Меликов, да, возглавлял Цигавочхана. Если будут воевать против моего народа, этот же даже чечено-ненавистник Султыгов. Амабах. Даудовс, Эльдол, это он сказал или Абадиев сказал? Ну, кто-то из них, кто ненавидит чеченцев, сказал: Даудов поехал и на встрече сказал, что я буду воевать, если дальше сейчас будет чеченский народ унижать, оскорблять, я и сейчас буду воевать. Они же сами это знают. Муаммаду почему мы называем, само собой, там, где Муаммад, он все это делает сам. Матовников, да, Матовников, Меликов Элерас. Астофил. Я прошу прощения. Матовник, не Меликов. Меликов, глава Республики Дагестан. Прошу прощения. Да, ДРС Смарт, оговорился. Матовникову навстречу. Это все было. И сколько примеров привести. Мужество, то, что мы открыты, то, что мы показываем, то, что все власти. Ладно, хорошо. Это-то Матовников и остальные, это люди, которые вверху, да? Скажите, сколько ждал лорд, а он в то время был ответственным по этим вопросам, сколько ждал, он сказал: шай, вор, общественник, хаваид, хаду, любой кирта, шаду. Пришли 3 человека приехали. Один раз приехал Албагачи Муса и Сереждин Султыгов. Первая встреча.
Второй раз встреча, приехал Муса Зурабов. Приехали, как в воду рот набрали, у Даудова гигабайты и вот такие стопка документов, бумаг архивных, причем тех, которые даже не было, у них от Ингушетии даже были. Они приехали, покивали, поняли, что у них ни черта нету, уехали. Когда они приехали, какие комментарии были там? Потому что они проиграли. Проиграли спор. Кто их отправил? Хуняды, старые, Гарри, Вожи, Бокшам, Бяхвоч, Муса, они любимый Сележден Султыгов, они начали наезды делать. Хотя они ничего не сделали. Им сказали, хадынтхун, доказать. Приехали они. Муса Зурабов приехал, ему показали, он шадык доказать, а потом поехал наездники, кавказские полки, уютига, елца, гошти, алиеш, поехал, им поднимает карту, показывают фильку, грамоту, карта, на которой четко указано, что это Сунжинский округ, Алязиндо, как Алабин, это Ингушетия был, Шагу, это Лешу. Понимаете, вот в чем проблема. Стыд должен быть, люди должны понимать. Никто никого не заставляет. Позвали на шариат, не пришли. Позвали общественников, представителей. Приехали, опровергли, отправили. Что еще нужно? Сидеть вот здесь вечно. Мне, честно, свобода дела, психоделика. У меня, честно скажу, у меня абсолютно желания нету терять на это время. Я говорю, да, мы один народ. Да, у нас исторические корни одни. Но нет, сегодня мы разные субъекты. И нет, сегодня у меня, даже человека, который занимается исследованием, я каждый день ему показываю книги, документы. Для чего это все делается? Покупаю, время трачу. Вот сейчас 12 часов ночи. Мы в эфире фактически уже 2 или 3 часа. 2 или 3 часа мы сейчас в эфире. Документы, карты. Сейчас хочу перейти, вот сейчас отвечу на вопросы, дам высказаться тем, которые в Телеграме, и потом пойдем посмотрим эту карту, которую я вам вначале показал. Для чего все это делается? Чтобы это не было, не говорили от себя, о кадати и багдати. Ты показываешь им книгу, что напечатан, я говорю, он пишет мне, point, у меня нарисованная карта, у Лоузер опровергли эту карту. Это какой бурундук должен быть, тупоголовый, чтобы делать опровержение? Есть книга, я говорю, что вот, это не чеченская подделка, мы ее не подделывали. Никто ничего не заменял, никто не рисовал. Как в Новосибирске книгу, которую я купил, этих экземпляров 300 тысяч в 1951 году. На каждую книгу чеченцы взяли сейчас, переделали ее, что ли? Вот так? То есть я сейчас взял ее, переделал. Ну вы можете любую эту книгу купить. Не пожалейте, вы же против чеченцев и восточные и западные норвийцы любите работать. Купите эту книгу. За 10 тысяч, 20, 50, за 1000 рублей, за 500, за 100 рублей купите ее. Откройте и посмотрите. Ее-то я точно не поделал. Я же не могу там 10 тысяч экземпляров, свободела. Причмахился, чтобы сейчас было понятно. Кажется, я точное количество экземпляров неправильно могу назвать, если я не ошибаюсь. Так. Формат бумаги. Подписано. Новосибирские картографии. Здесь же должно было быть. Цена моя рисунок. Количество. Соболям. Хочу посмотреть, сколько экземпляров всего. То ли 10 тысяч было их, то ли 3000 было. Указатель, список.
Их небольшое количество было. Я же их видел. Ну, от 3 тираж. И пускай, чем он там переделывает, чекпоинтом или чем он переделывает, говорит, пускай посмотрит, купит и скажет, что никто ее никогда ничего не переделал. У нас это можно. А то, что написано на этой карте, что у нас был выход к Каспийскому морю, это неправда. То, что найдено на карте 19 века, 1804 года, что у нас есть выход к Каспийскому морю, это тоже не важно. Ладно. Это все прошло-проехало. Дальше. Башлам, как ты смотришь на объединение Вайнаха вместе с Владикавказом, чтобы были единым народом? Это уже, честно сказать, не ко мне. Это уже политические моменты. И нежелательно такие вещи обсуждать. Поэтому... Сагит, как подчеркнул, с Владикавказом, Уфусский район, так всегда собой. Да. Так, и сейчас мы начнем уже говорить с нашими братьями с Телеграма, что те, которые хотели задать вопрос или рассказать. За сегодняшние 2 или 3 часа задонатили 2 человека. Это брат Уэйс. Уэйс дал Сидуэль, дал Духуахуэль, дал Саадуэль, а да, это будущник Эзачка Соду улетел. И брат Гирихан Нашхоевский. И Гирихан из Тайпа Нашхо. Дал Сидуэль, дал Духдуэль, будущник Эзачка Соду улетел. Вот 2 человека задонатили, я их поблагодарил, чтобы не было никаких вот... Что не сказал, не поблагодарил. Что дальше? Все. Дальше. Так, все. На этом мы закончили. Сейчас мы ответим быстро. Пешхо, послушаем тебя. Что ты хотела рассказать о том, что знаешь? Лаконично, недолго, чтобы я мог людям показать карту. Я обещал. И кто там? Психоделика, все остальные, кто что-то хотел сказать, добавить, спросить. Сделайте это, мы ответим. И уже дальше пойдем к карте. Хадиц. Пешху. Да, наоборот, у тебя ко мне вопросы были. У меня вопросов не было. Ты сказал, у меня много интересного. Рассказывай. Я тебя спросил, куда ты пропал и что случилось. Да, смотри. Короче, дочь, ты чё? Я сейчас конкретно сообщался там хорошими ребятами, так скажем. Из Германии, Ирландии, Шотландии, Швеции, Норвегии, Дании. Тут с многими сообщался конкретно с кельтами, германцами, скандинавами. И мы вместе так изучаем друг друга, да, основные. Я заметил с их стороны очень хорошую реакцию. Вот, масала, когда я им говорю, вот, это происхождение, вайка, германш, ногчи, кельч, они радуются этому, наоборот, там, например, германцу, цатуата, лоса, короче, германец, чистокровный германец, ось, а с папсом, это происхождение. Он сразу радуется, верикут, майпута, верикут, то есть логично, вообще, ну, он хасхетли, да, ясно. А вот, к примеру, там, я не знаю, человек, я совсем говорить не буду, но представители там славян, кавказцев, там, асиатов, вот, у них всегда негативная к этому реакция, ну, ты сам знаешь, короче. Ну, в общем-то говоря, вот, ирландец, вот, знакомый, он с этого... Оце Дублин, есть Дублин, столица Ирландии, да, там цикается знакомый, короче. Ирландец, улица огромный. Я его фамилию не вспомнил, забыл, какая-то дворянская фамилия у него, в общем. Вот с ними я общаюсь, короче, вот так катайся. Знаешь, какое самоназвание у ирландцев? Нет, говори. Эринах, да? Ну, Эринах, короче. Знаешь, какое самоназвание шотландца, к примеру? Нет. Рассказывай быстрее, не задавай вопрос, блин, сразу рассказывай. Не буду мучить. Вот шотландца самоназвание Эльпанах. То есть Эльп это, ну, ламанхо, типа Эльп это горный, короче. Если на их языках это говорит, и Эльпанах. Ну, он говорит особо, не переводить, сам прекрасно это понимаешь. И вот так потихоньку мы разбираемся, очень много слов общих с кельтами у нас. Мы сидим, мы слова говорим друг другу, разбираем там, и очень много прям совпадений. Я там записал, короче, в своем дневнике, короче. Я так записывал, если интересно будет, в следующем эфире я дневник достану. Ты смотри, если они у них есть какие-нибудь, смотри, если будут карты у них,
Если что-то связанное с нами у них есть, попроси, чтобы тебе скидывали, хорошо? Обязательно ссылками. Насчет этого, я понял, насчет этого, смотри, у меня оказалось очень много книг, они мне книги скидывали активно там на французском языке, на германских языках, я же потихоньку изучаю, и ты мог на моем канале видеть, я пост делал, что нужны люди, владеющие французским языком, короче, да, и так потихоньку мы это изучаем, потихоньку, короче. Вот так не скидывают, и книги скидывают. Собордела, пришло, минута, собордела. Собордела, минута. Галгайче, ты пишешь, ингуши чистый народ, гаплогруппа 88%, а чеченцы только 54%. Про какой один народ? Отвечаю тебе, Галгайче. Раз ты написал у меня такое, будь любезен принять. Среди 200 человек, которые сдали ДНК, ингушский ДНК проект, если я не ошибаюсь, 200 человек всего лишь сдали. Из них у вас различных 8 или 9 гаплогрупп. Чеченцы сдали 1600 человек. 1500-1600 человек. И если у нас был бы интерес сделать, мы бы поступили, знаешь как? Мы взяли бы один тейп, примерно, ну возьмем Цуантрой, да? Заставили бы сдать 500 человек с разными фамилиями Цуантрой ДНК, и получилось бы, что у чеченцев, и дали бы остальным там 100 человек сдать различным другим ДНК, у нас было бы 95 или 96% J2, а у остальных там разные. Ты несешь такую тупую ерунду и ересь, на которую бы не хотелось бы... Я вас с вашей тупости поражаюсь. Ваш директор ДНК групп, или как директор, или руководитель ДНК групп, зашел ко мне в Facebook, когда я написал ему публикацию и сказал, что в X веке вышел первый ингуш, он мне сказал, что такого они никогда не делали, и что это неправда. Когда я ему показал статью, он сказал, да, но он не из ДНК проекта, а из человек, который пропагандирует, чтобы все сдавали ДНК. То есть, я сказал, это ваш человек? Я говорю, да, наш человек. Я сказал, он напечатал то, что правда? Они говорят, да, правда. Но это не все ингуши, говорят, а всего лишь 3-6 фамилий, которые произошли в X-XI веке. От 3 до 6 фамилий. Но вы не представляете, какие 6 фамилий произошли. Поскольку самые древние J2, Коколой, среди этих 6 фамилий, там же один из самых больших чеченских тейпов, ингушских тейпов Евлой. И их предок, по их ДНК, ингушскому ДНК, появился первый в X-XI веке. Я про остальные молчу. Мы долго спорили с ним на эту тему. Переписка осталась, если он не удалил. Это ваш ДНК проект, ингушский. Я лишь зачитал те моменты, которые написаны. Ты зашел и говоришь, мы чистые, а вы как мы можем быть едиными? Какие вы чистые? Тебе... Если можно, это правда. Собордела. Тебе зачитать книгу Мальсагова? Нет. Может тебе зачитать другую книгу Мальсагова? Сколько он говорит? Сейчас, подожди. Это последняя книга его, которая была изъята из типографии, потому что не понравилась некоторым людям. Сейчас я тебе скажу. Собордела пришло. Это мы-то нечистокровные. Просто я хочу подчеркнуть, что именно Улгай, будь настоящий галгаевец, вот этим Ходеги, Хухан, вот они J2, да, я с этим согласен. Ну что? У нас очень много кто J2. И что? Что это дает? Что одни лучше других? Или одни чистые, а другие нечистые? Какая группа всего лишь. Собордела. Не, просто меня поражает тупость, они об свои же грабли попадают конкретно. Они выводят меня, они выводят меня говорить мне
чтобы я сказал им правду. Когда я это говорю, они вырезают это, бегут к себе и пытаются настроить своих людей, не знающих, которые реально не понимают всего контекста. Они начинают им говорить: вот видите, они настраивают, они все делают, меняют аватарки, думают, что настолько тупой. Так. Они считают реально своих подписчиков таких тупых. Так. Сейчас. Башлан, ну, сам этот представитель, руководитель этого проекта же дал новую информацию того, что там не 87%, а 32, 35. Не, это не важно. По-новому, Это да. не важно. Но мы же новые не будут они зачитывать. Сихлой, сихвельч, обязательно, да. Да, все нормально, Башлан, не реагирует, а тебя провоцирует. Я понимаю, здесь четко написано. У меня один вопрос всегда бывает. Как переводится слово «голгай»? Переведите мне это слово нормально. Раз никто перевести нормально не может. Строитель, шитель, пашни. Пашня на ингушском будет вов, да, волнушки, пашный комплекс, если в Ингушетии. Строитель кишванхо, шитель вахвархо. Вот в слове «голгай» есть пашня, шитель, строитель, да, основном. Себя монголы тоже называют Галгай, монгол. Мы назвали монгола Галгай, к примеру, да, то есть, я не знаю. Итак. Как еще Гал, Итак. Смотрим. Начиная страницы. Отдельные тейпы. Часть 30. Зачитываем. Раз, два. Откуда? Осетия. Дальше смотрим. Кумыки. Дальше смотрим. Дагестан. Дальше смотрим. Отдельно Осетия. И таких, зачитываем последний, кто в списке. 88. Последние хайроевы выходцы из Дагестана, проживающие в Алкун. 88 фамилий, которые не имеют, как утверждают сами же ингуши, которые не имеют никакого отношения к исконным ингушам. 88 фамилий. А каких 88 или 90% чистокровности вы говорите? Я не стал их даже зачитывать. Понимаете? Попроси назвать его фамилию. Я назвал вам. Возьмите эту книгу, зачитайте. 88 инородных тейпов там написано. Фамилии. У них тейпы вместо фамилии. Это не моя книга, это ваша книга. Первый его источник и второй источник. Что касается чеченцев, да, и чеченцы тоже. Я молчу вообще про Дахтильгова, то, что он написал. Можете посмотреть у Дахтильгова тоже. Да, конечно. Sen har bara det är stajt där i mål så här sen. Och det är med och jag menar den ner i åter. Och ner man så har det så att det handlar då är ju då det bara tajt där oss. I då så det tar på sak ist med då där så på sak där som det mål har är bara طيب يجي لامبل بيش وش لامبوت طيب دات بو مش عني ده شيء ناتج حلقه يا لون ده تبيوق برد تكور بوتا يشاش والله طيب دوتنا قام دغيا شات ابوق وند كيجر بن عاش بوشتا اذا انت يا شو اللي بالي يحتاج يدي وجدي. Так, освободил. Кажется, трафик закончился. Уно момента. Так, собор делаешь. Собор делаешь. Так. إيقاش ده حيش طبيعي حتى بيت شوي قوتي أنا بقى ملدات استاح جزك بلا حتى عميف بوش بس بوضاجي مخاني يستا.
Дела, Бодыгди, чего царь Бог шума дать? Башлам, ты про фамилию соврал. Клянусь Аллахом, на Кавказе нету чище народа, чем ингушей. Башлам, ты про фамилию соврал? Смотри. Башлам, ты про фамилии соврал. Клянусь Аллахом, на Кавказе нету чище народа, чем ингушей. Просто я клянусь Аллахом, бах, нету на Кавказе чище ингушей, бах, адукваг. Ты или ты не историк, ты фанатик. Ты больной, что ли? У меня Вот книга, вот книга, вот этот человек. Его автобиография на 51 странице. Фамилия Саяхар, Суат Ашхальч. Сюргмае считаешь, хакетер книги еша, питам динак, соцахалит. Аш язин кинчки вараю, адукваг. Хараю, сун пич бут мабаха, болтун ума ярил. Арчи гойон. Оба называются «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Вторая. «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка», переизданная, уже дополненная. Что ты мне хочешь сказать? Хамук швац мяцуна квартан. Он дар маршал дуэль. Там всего 8-9. Ой, дел да. Ой. Отдельный тейп, часть 30. Восемь-девять Бахабай. Гойтовы, Осетия. Гарибековы, Кумыки. Дальше. Гамнека из Байни. Род считается сильным, но совет средневековых тейпов Голгай приговорил этот тейп к истреблению за шарлатанство. Более сведений нет. Ваделовы, Аул, Мохле, Дохоры, родовые фамилии. Ваделовы, предположительно, из Абхазии. Куштовы, в братстве с Ваделами. Барихановы, Ваделовы проживают в Ачулуках. Гуражевы, Ваделовы, Ачулуки. Азиевы, Ваделовы проживают Ачулуки. Амахановы, Ваделовы проживают в Ачулуки. То есть из Абхазии хуштуешь. Губиевы, Бибиговы. Дальше смотрим. Только 2 фамилии, 3 фамилии. Мабая. Арсамаковы, Харсиевы, где они с Индии пришли, Гушиевы из Осетии, Дакиевы, Акинцы проживают в Ачулуках, это отдельно будешь понимать. Дударовы, Акинцы, Мациевы, Аргиевы, Дударов проживают на Зрань и Кажево, Елхароевы, Акинцы, Калоевы, Акинцы, это они перечисляют, те, которые отдельные тейпы Алязин Донор. Отдельные, это вы то, что написали. Джаниевы, фамилии, выходцы из Чечни, проживают в Ачулуках. Отдельные тайпы, не ингуши, а его шпешмовыш. Джагамировы, Кантышева. Дударовы из Осетии. Дудухановы из Осетии. Заурбековы из Плиева. Золкой, выходцы из Чечни. Измаиловы из Осетии. Гаутиевы, Измаилова, Альтиева проживает. Изнауровы, Кантышева тоже нет. Дальше, выходцы из Осетии, другой местности, Илизиевой, Ингушевой, выходцы из Кабарды, по линии Красной Мести, Кровной Мести, Исаевой, выходцы из Шали, Исраиловой, Чечня, Югар-Некан, от русского кузнеца Егора, Киевы, выходцы из Чечни Аки, Калиматовы, Кабарда. Тебе сколько? Тебе перечислить все? Я могу все зачитать, здесь написано, что ты несешь. Это тоже от меня. Я тебе говорю, ты говоришь, у меня есть эта книга, прочитай. Wallah билат, а вы чистые, вы не чистые. Какие чистые, какие нечистые? Шабер сакирли бор. Шабер цакнувай бор, шляхча. Я не хочу, секими там телевидение царили, интернет, мне не важно, секими, эги, я вообще про это ничего не говорю. Я тебе ничего читать не буду. Он дал маршал дуэль. Я больше тебе ничего сказать не могу.
отдельные тейпы. Ты понимаешь, что значит? Там сначала идут ингушские, а потом идут отдельные тейпы. 88 фамилий, которые идут отдельными. Будь они из Чечни, будь они из другой местности, какая разница? Осетины есть, кабардинцы есть, кумыки есть. Так, мобита, харцдег, мобита, даралах дадиш, Ладно, проехали, оставили дальше. Это оставили. Так. Сун война шмелшку, хайон, вот кельч, кермач, монса война. Что с ними легче. Даже керманцы присутствуют нам, то прикинул. Итак, Собордел. Сейчас, смотри, кто-то еще задонатил. Брат Арби задонатил. Арби Дерес Хил дал сей дуэль. Ассалам алейкум алдайтен. Арби ва алейкум ассалам. Уже 4 человека у нас собралось, кто поддержал наш канал. И Ялхоевские волки тоже поддержали. Ялхой Бекхан. Ялхой выжили дал сей дуэль, дал доктор буду снег эзершка содуртил. Вот поддержали тоже. Так, дальше, что вы хотели еще? Пешку ассоциир. Кылмадариха добавить дальше. Хуала чура. Честно говоря, вот я общаюсь там со скандинавами, германцами, кельтами, у меня больше такая аудитория. Это хорошо, но ты не забыл то, что я тебе сказал? Адмига, Англия, Адмига, Алираси. Валикум ассалам. Англия, Адмига, Алираси. Уважаемые друзья, уважаемые братья, по мере возможности, если вы проживаете в Англии, Франции, Германии, в Америке, в Турции, без разницы, если у вас есть доступ к картам, библиотекам, зайдите там, где указано Чечня, Мизджегия, Кистетия, Дзурдзукетия, место, где проживают чеченцы. Ищите Каспийское море на всех картах мира. Там, где указывается мировое вообще политическое пространство, есть Каспийское море. Идете, спускаетесь, ищите, где Черное Каспийское море. И между ними, если есть карта, где записана Чечня, особенно 18, 17, 16, 15 там, и так далее, и до нашей эры. Если есть карты древние, напечатанные, фотографируйте его. Обязательно, какого века эта карта сверху бывает или сбоку написано, это место фотографируйте. Или запишите видео, покажите, снимайте на телефоны, протирайте в камеры, чистой камеры, чтобы заснять. Присылайте к нам в директ, присылайте к нам, мы обязательно опубликуем, покажем, понимаете? Это все история нашего Нохчи народа. Если правильно говорить, Нохчи народа, через А. Присылайте информацию, присылайте документы, публикуйте. Пока сейчас у вас есть, вы по всему миру ездите, у вас больше возможностей, чем у меня. У меня не всегда получается и не всегда есть возможность купить. Вот сегодня 4 человека прислали, я еле-еле этим могу перебить там эфир, чтобы сделать эфир, перебить. Вы видели, 3 раза мне продлевать, там нужно, здесь нужно, ва алейкум ассалам. Поэтому я пытаюсь все, что вы пришлете, направить куда-то. Если вы пришлете книги, если вы пришлете документы, карты, мы это опубликуем. Это важно для нашей истории. Давайте все сохраним это. Только благодаря общим усилиям, там, пешхо, психоделика, смарт, кыболш, когда вы заходите, когда мы с вами обсуждаем, говорим, рассказываем свою историю, ссылаясь на документы, обязательно. Если полевой материал, сразу сказать полевой материал. Сколько раз я Пешхо критиковал, он знает. Если у тебя нету ссылки на книги, если у тебя нету ссылки на документ, скажут, что ты сочинил. Скажут, даже когда я ему показываю книги, рассказываю. Имбецил зашел from Алязинчу, рассказывает и говорит, что у Доузера там на поинте написано, что карта подделана и так далее и тому подобное. Какого чеченца хватит сил бесплатно сидеть и 60 тысяч книг переделывать, везде писать на этой местности чеченцы? Подумайте сами. Поэтому эта площадка. Сейчас в последнее время почти месяц мы не выходили в эфир. Мы никому ничего не показывали. Вот в чем проблема. Мы пытаемся всяческим образом довести, показать. Это еще я не разобрал полностью книгу Бузуртанова, не разобрал, вот этого Аджигова не разобрал. Там вообще такие фантастические вещи он пишет.
На этой книге я узнал, что они говорят, что придут лучшие времена. Сейчас, как Россия уйдет, мы заставим вас и вернем все, что нам принадлежало до 92 года. Автор на этой книге написал, а книга вышла в марте или в мае месяце этого года. Мы с вами еще разберемся, потому что нажили вместе. Это я писал, что ли? Это что написано в 70-х годах? Несправедливый раздел, вы должны поделиться, мы еще свое вернем, уж амин что. Это книжка для язин допис. Ос язин мадаци. И Мухаммад Харич, мехда Рамзан Хауэла, Мухаммад Хауэла, хуш оли еши даюл. Церкум ацея. Церкум шахунядин тюн шестерки, хацун утяхбол, соцерца, хохмахка ашвиг, иш глава председатель правительства, хохка ашвиг в любом случае болбеш вала хацен, цер юрисдикция йочах аш болх несушку, уж цхамдас, Ye Muhammad, ye Ramzans, ye Thamdas, hay muhak mabiz, hay истории маиц, талам мабия, мархал малах, латциз диахкама хиг сюк хаалам дат, я сюк ал хагина дат. А вот когда вы бежите к ним и стучите на меня и говорите, сацванш и доат ашвачун, валлаху, я сегодня начал с прекрасных слов, книги показываю, документы. До этой карты не могу дойти и показать вам ее. Потому что сейчас у меня не получается. Если я сейчас эту карту буду показывать, Telegram чабольчерна, просто они будут слышать. А видеть будут только те, кто в Инстаграме и в Ютубе. Поэтому я хочу, чтобы психоделика, смарт, пешхо, если у вас что-то есть, что вы хотели бы добавить, задать вопрос, задавайте. Потом мы уже перейдем на карту. Я туда уже лягта, то есть у вас визору, но вы будете слышать, но видеть вы не будете, потому что одновременно ши и шлат луяцюк. Да, Шлам, у меня как такого вопроса нет, я просто хотел высказаться, сказать, что когда мы начинаем вести диалог с людьми, которые начинают интересоваться документами, Так. у них начинается когнитивный диссонанс, и они идут. Абсолютно верно. Великолепного высказывания психоделика. Отлично сказал. Как можно иначе назвать это? То они заходят и начинают расспрашивать и говорить, что ингушскому языку 6000 лет научно доказанный факт. Джоанна Николсон сказала, что кавказские люди 6000 лет. Но я думаю, не прикололся. Короче, то он утверждал, то сейчас другой зашел и утверждал мне, говорил, что Чинхуай это ингуши, когда я им сказал, что Чинхуай не ингуши, что да, родственные Оздуай, Тонхуай, это я не оспариваю. Но ингуши, если Оздуай считает ингушами, хорошо. Но Чинхуай, цен ног чубу альча, они переходят на другое. На карты перешли, на пояс понт перешли. Теперь уже дошли до Джоанна Николс. Но мы не будем тратить время. Я понимаю, что нужно им больше материала вырезать. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Итак, освободился. Так, меня видно. Освободи. Меня видно? Как, короче, освободилась. Так, мягко мобил. Это отключи. Так, освободишь. Дай Аллах, освободи. Дай Аллах, сюкудиба. Так, освободи.
Кажется... Так, я как в средневековой древности собор делаешь. Дайел, жималу. Ничего, ну, я. А? Собор де. Сойца. ده ولا حقي سوالني ده حقي سوال حوالني Так. Итак. Короче. Кенты зудбеш освободил. Ага, да так не лучше. Вот так лучше, кажется. Ага. Собрал. Короче, дот эльча, ой, свет таяхкин. Но в любом случае у меня и так заканчивался трафик. До... Меня видно, слышно, свет вырубили. Ну, по крайней мере, здесь нигде света нет. Но мы на связи. Ибраим, в Телеграме напиши и попроси прощения, что, к сожалению, там все закончилось. Потому что свет выключили. У нас, вот, как говорится, Армулатыч Гулядович Ткушхалет. Короче, сколько мы там сможем, Башлам оправду, что чеченцы вместе с имамом Шамилем убивали чаберлоевцев, которые не признавали ислам. Нет, неправда. Ирисхан Адамов, неправда. По этому вопросу мы опубликовали документ, из кого состояли те люди, которые делали нападения, не ислам приняли, а именно шариат там речь шла. В то время чаберлоевцы уже были мусульманами. И имам Шамиль им ислам не принес, так что это неправда. Ведь тогда время Шамиля полностью армия. Нет, я же говорю, неправда, документ Башлам. А когда чеченцы осели Псидахи осели чеченцы 400 лет тому назад. Основание селения Псидах 400 лет тому назад осели. Это получается, если сейчас 21 век отнимите, это получается в 16 веке осели. 17 веке. В 17 веке осели там. Вот так вот устроили спокойной ночью малыши. Ашкайсо Патриот, WhatsApp, видите, несмотря на то, что отключили свет, мы... Так, Башлам, до Аварского Койсу, воиниш дуй, не до Аварского Койсу, а до Гуайхи была наша территория, а это Сулак. Вашему народу всего 300 лет. Ай, бедолага ты. Ты путаешь, наверное, нас со своим, да, народом. Тебе сколько лет? Не заставляй меня удалять тебя, пожалуйста. То, что ты умственно отсталый, это понятное дело. Придурок, я знаю 15 своих предков. Каратинцы, ахвахцы, чамалалы, тиндинцы и другие — это ногчи бывшие. Нет. Ни одного из тех, которых ты назвал, я не считаю, что они были чеченцами. Я, по крайней мере, такого не знаю.
Тебяхкин хилмег, уштам саасу. Индуаям, андуай бумячусу. Башлам, расскажи, как чеченцы изгнали князей Турловых. Изгнали? А изгнали ли? Я об этом очень много рассказывал. Непосредственно, когда чеченцы начали уже спускаться все больше и больше, усиливаться, они уже перестали повиноваться, начали их прогонять. Потихоньку прогнали из Атагов, из Чеченаула, и из Петропавловки Чуртуры. Потом он перебрался до Икру-Эль, оттуда вы его прогнали, там его не слушались. Он ушел туда. Шмасубу Анди Башлам. Ильсханов, так, Шабеш Анди Балас. Просто каратинцы не говорят, что они, не знаю, по крайней мере, те, которые выходили со мной на связь, говорили, что они отдельный народ. А так, не могу сказать однозначно. Там идет эфир, там братья общаются. Я передал, но пока эфир не выключил там. Ладно, пускай общаются, объясни, что свет выключили. Ты видишь, я сижу здесь. Я даже не знаю, видно ли вам или не видно меня. Пока до конца пытаюсь. Благодаря нашей подписчице нашей Нускал Цандарой Мюшпу Сюлебуй Цандарой Сунунца Цандарой Мюшпу Тхамбатюш Башлам. Они вообще не знают, как мир устроен ранее 20-х веков. Кабардинцы вынуждены были просить защиту, потому что ингуши убивали их. Ой, а кабардинцы знают об этом сами? То есть адыги должны были просить прощения. Господи, кто-нибудь из адыгов, кто посмотрит эфир, наверное, будет в шоке от твоих слов. От твоих слов будут в шоке просто. Звезда в шоке, ну и в шоке в шоколадном. Но цаишсол правичи мишпальш вахой свеч даю и ашпеш царях торвелису. Но, по крайней мере, чтобы не уйти ни красиво, ни культурно, я, по крайней мере, постараюсь вот так, как вы видите. Ибраим меня уже ругал, говорил, сколько раз Башлам, сколько прошло времени, я вариант, я цая. Башлам, моздок, земли были, моздок не был. Башлам, все ночи это ламро, нет. Ламро это даже не наше слово. Все ночи ламанхой, да. Ламро это не то слово, которое правильно используется. Ламанхой буй ночи, шайбеш будер, ломар халбяхкин. Шадол цен ночи ламбу, юртю, бау, юкешништу и так далее, тому подобное. Спроси у Башлама, задай ему этот вопрос поэтому. О, борщ, валах, спроси. Что там случилось? Я не понял. Что вы спрашиваете? Кого вы спрашиваете? Назрановские басни, которые вы рассказываете друг другу и восхищаетесь собой. Башлам, как Псидах отошел к кабардинцам. Но кабардинцы и адыги вообще занимали огромное пространство, вплоть до Герменчука. Башлам, атлас истории средних веков 1905 года до Герихан, до. Кто разрешил галга-язычникам спуститься на равнину? Тайми Бейболт. Абсолютно верно, Тайми Бейболт разрешил. Вместе с кабардинскими князьями. За то, что они примут ислам и построят мечети, будут исповедовать ислам. Это да. Что там еще за вопрос? Пропаганда
воспринимать приемник Бога, что лучше Ибраим. Карденя хайн иеце гирихан уадил хелар воля дом. До этого, сидя тихо в горах, говоря язычники. Так, друзья, если у вас нету каких-то... Ибраим, есть ли в Ютубе вопросы какие-то, которые хотели бы, чтобы ответили? Вот просто пару вопросов у меня. Ингушская республика, как про будет какой наша? Рустам Рамирес? Тот, Чеченская который республика, осел в как Назране, будет? ты говоришь, ковчег? Нахская республика, как будет? Нахчи. Да, этот ковчег ты хочешь раз поговорить? присел, Пошел, короче. тогда Псидах. Я говорю, вот тут Нахчи, Наш давай. или кого? Он такой, Псидах Нахчи, это название же сыр, адыгское, короче. это не чеченское название. Чеченское название у него Дюэл-Кюрт. Псидах, если я не ошибаюсь, это речка была там, это название этого. Дюэл-Кюртю. А как появились там, они занимали обширные территории, когда чеченцы после нашествия Тамерлана были загнаны в горы. И потом уже потихоньку начали спускаться. Понимаете? Вот и все. Но у Абадиева спроси, он расскажет. Или у ныне покойного Нурдина Кадзуева видео посмотри. Там про мамонтов узнаешь, про то, что осел ковчег на самом деле на Столовой горе или в Несере. Там найдешь. А здесь ковчег не обсуждает. Я разве обсуждаю ковчег? Или я тебе говорю, что нашли ковчег? Или ты думаешь, что я не найду достойного ответа тебе? Лучше молчи. Или ты до сих пор, может, гоняешься там за Йетти? У вас прямо НТВ же показывали, что вы нашли Йетти. Можешь пойти догнать его. Вместе с этим Йетти пойти на чеченский ковчег, если это тебя так больше устраивает. Абадиев по факту. Ну да. То, что ты адепт Абадиева и Бузуртанова, я уже понял. Да, Мошел Дуэл. 26 лет Канвел Стего. Вот ты реально вот так такое пишешь и думаешь об этом. Ой, господи. Вопрос, почему ингуши всегда обиженные? Не знаю. Башлам, какие приблизительно тейпы среди нынешних хевсуров и тушин? Ну, те, которые жили по соседству. Среди них нету чеченских тейпов. Они сами были как тейпы. И являются тейпами. А кто туда переехал, это те же большие кисты. Это в основном кто по границе жил. Майстуай, Дышни. Ну, те, которые в Панкийском ущелье. Те же самые тейпы, которые уходили туда. У Маргашвили они записаны. Дейл, да, тот, кто тебя знает, тот никогда в жизни не захочет тебя приписать. Поверь мне. К никому он не захочет приписать. И я хотел показать вам карту, но карту оставим на следующую пятницу. Обязательно вам интересное на следующую пятницу оставим. Башлам, а кто ты по образованию? Я уничтожитель нордейцев. Высшее есть, конечно, есть. Есть высшее историческое, есть и еще административное управление, есть еще оператор ЭВМ, есть еще бухгалтерия 1С. Что тебя интересует? А разве ты не говорил, что тушины состоят из коренных? Нет, я не говорил такого. Тушины, я мог сказать, что тушины это чеченцы, но из коренных тейпов чеченцев я такого никогда не говорил, поскольку я такого и сказать не мог. Это не так. Тушины есть тушины. Так что...
Башлам, спросите, почему самые чистые носят монгольские названия халха, которое закрепилось в 16 веке в Джайрахе. Ну, они сами могут. А исторически где заканчивал? Может, тебе еще диплом показывать? Чеченский государственный университет. Исторический факультет. Там была такая у нас... Ой, в то время у нас такие красивые там. Джабраил Юрьевич Чахкеев у нас преподавал, археология. Очень хороший человек был, Далгешту Элсуну. Закриев Борис Пайбулатович, Хазбулатов Руслан Имранович Далгешту, Хазбулатова Зулай Имрановна. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот. Доброй ночи, доброй ночи. В то время у нас очень много преподавателей ингушей еще были. У нас методист ингушка была, Луиза, фамилию не помню. Такая умница, такая красавица. Всегда помогала мне во всем. Башлам, если до Аварского Койсу наши земли, где эти сюли вообще были земли? Эти сюли маленькими волнами заселены на эти земли. А в Армении растет трава в горах. Не знаю. В Чечне они ногчи. В Чечне они ногчи. Не знаю. Кого еще? Тоже у нас был еще. Бадаев Муса Харунович был преподаватель еще. Они, наверное, не думали тогда, что ты будешь через много лет пытаться очернить ингушей. А я и не пытаюсь очернить ингушей. Хоть один факт покажи, где я очернил. Ни они, никто другой не может заставить меня. Понимаешь? Кто тебе сказал, что я очерняю ингушей? Хоть один факт приведи. Про книгу Амина Сим-Сим что скажешь, пошла. Не читал, ничего не скажу. Сколько больших земель было Башлам, когда приблизительно сюли перешли за Индийской Кайсу? Сложно сказать. Но думаю, что после нашествия Тамерлана. Это мое мнение. Мое личное мнение. Башлам, скажи, пожалуйста, почему наши чеченцы стараются делать нас одним народом с ингушами, когда ингуши говорят, что мы на генетическом уровне разные народы? Мы когда-то были одним народом, сейчас мы разные. Кто это пытается? Ну, пытаются, хотят, чтобы мы были, не ссорились, чтобы не несли ерунду. Наверное, из-за этого пытаются, не могу сказать. Нет, Анды это Анды, Сюли это аварцы. Андой это отдельный народ. Так что и Андой, и Дидой это другие общества, другие народы. А Сюли и Жайхуай, иначе говоря, это аварцы. Но даже то, что ты говоришь, что о том, что ингуши произошли от вас, уже
не принижает ингушей. Во-первых, я не говорил, что произошли от нас. Это раз. Я сказал, что отделились. Это два. Если произошли от чеченцев бай, вот столько я не принижаю. Нисколько, ни на секунду. Это не унижение, не оскорбление. Гурт дербар ашу эрмуаша хадюлду аллах. Я шу сюля хадюлду аллах. Я ашу цыганша хадюлду аллах. Нохчишан ал хоккалхум дачу. Хоккал. Мисказаратал. Нохчиша хадюл дал хари даже бахас. Это нисколько не принижает. Это вы со своим высокомерием думаете, что это принижает. Вы готовы быть из Сикима, вы готовы быть из Еревана, без разницы. Но главное, чтобы не от чеченцев. Это ваше мнение, это ваше высокомерие. Но опять же, я не говорил это. Я этого никогда не говорил. И что вы произошли от нас, тоже не говорил. Я говорил, мы одно целое. Башлам, ну почему у тебя такие добрые сердца? Меня уже бесит. Нет, не добрая, просто политкорректность. Башлам, где жили, у них земли были в Анде. Чермо, я не понял вообще, что ты пишешь. Ну тогда почему ты против того чеченцы произошли от ингушей? Ну, потому что ингуши это вообще молодой. Часть чеченского народа, от которого произошли чеченцы, быть никак не может. К сожалению. Если бы я нашел бы подтверждение, что чеченцы произошли от ингушей, я бы это сказал. Клянусь Аллахом бы сказал. Но клянусь Аллахом, я не нашел этого. И не может этого быть. По вашей же науке и по ДНК. Но не может просто-напросто. Мы потомки Ноха, алейхиссалам. Это да. В это верю, это читаю, это нахожу. Но то, что произошли от ингушей... Нет, братан, извини, вы сами-то появились в X веке. Как мы можем от вас произойти? Но никак не получится. Так что, Бяхкмобил, тут ты уже ошибся. Это милость Аллаха, что мы не были одним народом, прошлым и настоящим тоже. Где жили андийцы, имею в виду, не знаю, где они жили. Я не андейец, я ночью. Спроси у андийцев, где они жили. А где доказательства того, что вы потомки Ноя? Ну, для начала, ты пишешь имя пророка Нуха, алейхиссалам, с маленькой буквы, это уже показывает умственное развитие твое. Это раз. Во-вторых, очень много косвенных доказательств, документов, описанных документов, написанных. Это можно прочитать и у Хасана Бакаева в книге, на что он ссылается. Для меня это уже авторитетное мнение, поскольку Хасан Бакаев является одним из лучших историков нашего народа. Вот. Откуда, на что он ссылается, есть тому доказательства. Плюс ко всему грузинские источники, которые точно так же говорят, что мы потомки Иофета, а Иофет это сын Ноя, алейхиссалам. Поэтому для меня намного больше документов и подтверждений об этом, нежели чем от какого-то Рустама Рамиреса, который боится написать свое собственное имя и фамилию или поставить свою аватарку. Понимаешь? Вот и все. Если так подумать, то мы все потомки пророка Адама, алейхиссалам. Абсолютно верно. Вот самое интересное, что Адам ты пишешь с большой буквы, а Ной ты пишешь с маленькой буквы. Это еще раз показывает уровень твоего образования. Башлам, слышал про Тэп Чинхуай? Слышал. Чанхуай не слышал. Ну вот Галгайче тоже с образованием. 26 лет до сих пор не знает, что имена нужно писать с большой буквы. Это, конечно, это нечто. Ладно, друзья, Ибраим, есть в Ютубе еще вопросы? Расул Альдей, Ваша, мое мнение ты прекрасно знаешь. Как я отношусь ко всему этому, ты тоже знаешь. Но ты должен понимать и знать, что мы сегодня абсолютно разные. Каждый живет в своей республике.
И никто, пока я, по крайней мере, не видел, не слышал, что объединяться пытается. Поэтому, да, уверен, что мне образование намного качественнее. У меня... Блин, как ты написал, что мне образование качественнее твоего, поэтому давай не будем об уровне. Господи, я вижу, как ты написал предложение. Да, Маршал Дуэхо, твое образование великолепное. Ты умный. Пипец какой ты умный. Прямо Нострадамус. Я в шоке от этого, понимаешь? Мой шок в шоке от твоего образования и от твоего пренебрежительного отношения, от твоих пустых, пафосных изречений, которые вы несете. Это называется понтами. А что касается понтов и тебя, я думаю, все знают. Если бы понты светились, то где бы со спутника можно было бы видеть, какой город. Поэтому оставь вот эти свои пустые разговоры и понты. Ты не на тот уровень нарвался. Возможно, ты считаешь себя умным, это уже другая тематика. Но будь любезен, хотя бы писать научись, чтобы ты знал. Вообще, любые имена пишутся с большой буквы. Понимаешь? Это тем более для человека, который считает себя умным, образованным. Поэтому это 2 раза хуже выглядит для тебя. Башлам, кстати, в версию, что Турловы выходцы из Тепа Эрлуай. Я слышал, но это неправда. Балдык дичь. Да мне наплевать, хочешь пиши, хоть не пиши, это показывает просто твою... все, что ты несешь, какой уровень имеет. Башлам, уна, аларвайл, эйн, калвай, шин, вешах, цандуэлду, эл, хезн. Хезнехун. Хезна, но бог цакаринах, ты, наверное, не слышал про слова опечатки. Давай не будем сейчас. Турловы Л2 и Г2, бывшие ногчи, они уже сейчас ногчи снова. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Вежряш, бях мобил, у меня осталось, минут, может, 14, у нас уже и трафик закончился, и, честно сказать, и света нет, я здесь под фонарем сижу, уже не знаю даже, как это выглядит, и читать неудобно вообще. Я понимаю, что вам хочется поговорить и пообщаться, в принципе, я не против, честно скажу вам. Я всегда с радостью, но, к сожалению, это двойное наказание для меня. Башлам, царица Тамара была из Тайпа-Черму? Нет, не была она из Тайпа-Черму никогда. Царица Тамара была грузинкой. Даже Чермо знает, что имена нужно писать с большой буквы. Опечатка — это когда ты вместо «ной» пишешь «хой». Вот это опечатка. А когда большую букву делаешь маленькой буквой, это не опечатка. Я понимаю, ты образованнее меня, ты круче, ты пафосный человек, но Рамирес, Гонзалес, Хуан Маринос, оставь понты. Каждый человек наделен умственными способностями, соизмеримо тому, как ему Всевышний это позволяет. От того, что ты себя считаешь пипец каким крутым, пафосным и образованным, это нисколько, конечно же, не подтверждено кем-либо из авторитетнейших людей. Клеопатра, наверное, была. Короче, неважно. Так, ладно. Слушайте. Итак, царица Тамара чеченцу приняли у себя. Да, приняли. Я слышал, что сваны, нахи, это правда. То, что они... Да, есть такие предания, что сваны, пшавы, хевсуры, тушины имеют с нами общий корень. Есть не нахи, имеют нахчийские корни. Башлам, почему ингуши говорят за пределами Кавказа, что они чеченцы? Потому что по-другому их никто не узнает и не воспримет. Вот почему. И
школе учат только большой буквой писать Ингушетия. Да, чеченцы Дзурдзуки, согласен с тобой. Полностью. Там, где нужно и не нужно, бая. А потом меня обвиняют и говорят, что я якобы кого-то не люблю или клевещу. Валлахи, не клевещу. Грузины, аудиозерцар, грузины, аудиозерцар, теркист. Ладно. Итак, Ибраим, он ДРС Хейл, после об этом Николай Мар по сведениям и так далее. Ибраим, он ДРС Хейл дал Сидуэл всем моим братьям. Итак, уважаемые мои друзья, дорогие братья и сестры, если я каким-то образом вас обидел, задел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я ни со зла никого не обижаю, ни народа, ни тейпа, ни шахары, ни фамилии, никого. Мы лишь зачитываем документы, карты и показываем, где есть ссылка, где есть опубликованные какие-либо документы. Нету предвзятого отношения никому, тем более из мусульман или христиан или кого-либо другим. Мы никогда никого не презираем, не оскорбляем. Мы лишь отвечаем фактами, документами по мере своей возможности. Мы показываем историю и правду такой, какой видим ее мы. И я вам показываю, что здесь написано так-то, так-то, здесь показано это. Говорить правда или нет, считать правда это или нет, это ваше личное, как говорится, дело. Вы можете размышлять. Я по мере возможности пытаюсь вам показать и доказать, что у нас есть и каковы наши источники. Поэтому я бы хотел в первую очередь поблагодарить моих братьев Ибраима, братан ДРС Хейлун, поблагодарить Уэйса, еще несколько братьев, которые меня сегодня поддержали. 4 человека сегодня задонатили, им огромная благодарность. Неважно, какая сумма, но главное, что есть кто переживает за нас, кто поддерживает, кто донатит. За это им огромная благодарность. И Болдиснег Эзашка Соуда улетел. Огромная благодарность всем моим подписчикам с Ютуба, которые активно пишут. Расул Альдеев, красавчик, как всегда, активно пишет. И правильно пишет. Вот. И всем остальным с Ютуба огромная благодарность. Всем, кто в Инстаграм слушал сегодня до конца, огромная благодарность. Братьям с Телеграм-канала тоже огромная благодарность. Прошу прощения, что сегодня произошло. Не по моей вине. Вы видите, свет отключили. Вот, поэтому желаю всем удачи. Обязательно постараемся. Карту я вам покажу. Мы обязательно в следующую пятницу, надеюсь, если доживем до этого дня, покажем вам села, опишем их, ну и вы познакомитесь, ознакомитесь со многими новыми вещами. Что касается того, что некоторые нарнийцы называют нас купчи, ну, они называют, хотя это название, поскольку они пытаются тем самым сказать, что оскорбить нас якобы этим, но на самом деле купчи еще в 1929 году, кого называют купчиками и купчерги, описывает Яковлев в своей книге «Ингуши». И это они называли своих ингушей, представителей ингушского общества. Это не к чеченцам. Ну, время прошло, они решили это оскорбительное название якобы перекинуть на чеченцев, потому что они все продают, покупают, строят, бизнес развивается. Но это, конечно же, ерунда, чушь собачья. Так что, кто хочет узнать, кто такие купчи или купчерги, прочитайте Яковлева, он четко указывает, к кому это относится и к какой части общества среди ингушей это относится. К чеченцам это никакого отношения нет. Документально это нигде не заверено и никогда не написано. Так что собака лает, караван идет, дальше понятное дело. Всем удачи, всем доброй ночи. Я на связи. Не забывайте, если есть какие-то новые новости, книги, карты, запишите в директ. Если есть видео исторические какое-нибудь, пишите в директ. Это мы обязательно опубликуем. В конце своего эфира хочу сказать, приглашайте побольше к нам подписчиков, подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии или смайлики, продвигайте. У нас миллионы просмотров. Это хорошо, но мало. Чем больше мы будем подтягивать, чем больше мы будем оставлять историю для наших детей, сестер, братьев, особенно те, которые живут за пределами. Это очень важно для нашего будущего. Чем больше мы свое наследие сохраним в электронной версии, и люди узнают об этом по всему миру, тем больше
само собой, это будет полезнее для нашего народа. Всем удачи. Масейра Бюс Далдейк Алиугил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам. Я прошу прощения, но не по моей вине, как видите, выключили свет. И, к сожалению, в таких спартанских условиях дальше эфир вести и так не было возможности. Но сейчас еще быстрее садится телефон. Поэтому все, кто меня знает, слышал, видит, до следующей встречи. Дерез Хил, Бюс Далдейк Алиугил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы на связи. WhatsApp, Директ, Telegram, везде. Пишите. Обязательно прочитаю, обязательно отвечу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чейтва, почему у них? Вот, скорее всего, как я думаю, вот они же говорят, что семиты появились от Авраама, Ибрахима, алейхиссалям, поймар, короче. Они от Авраама идут, правильно? А Авраам имел вари, хурит вари, Авраам, он был хуритом. Точно ича, нохча вари, короче, хейте особо. И, скорее всего, вот они от нас это по кругу получили, я думаю. Видишь, там дараса, короче, я... Зой ефетический группе Юга Дубок, мы относимся к ефетической группе, и Богу. Ефет это был, по-моему, Сын Нофа. внук или правнук Ноя. Он сыном был, у Ноя 3 сына было. Яфет, Сим и Хам, короче. Их 3 было. От Яфета идут европейцы, от Сима, я сейчас не вспомню кто, но от Хама негроидные идут негры, короче. Там, когда так устроит. Нох поймара хадил Дубок, юквай саджо дюсквай. Галгаш Бодгидич, няхч цуна хадил Дубовой название. А вы нох поймар, Бодгидич сон, честно сон цага и моду. Ну галгаш дюш до цихалсон, но цигар хадил хилвекш дуэй. Вот если бы мы изучали урартийские, шумерские надписи, нет у нас систематического изучения. Так хуже даже. Видишь, не вкладывается ничего.